Қайда үйгәрі екен электронный письмо? Düşük kalmasın, restoranı var aga. Zemin, basit. Бывает, Балон байрамы мен грантқа бердік. Онға 30 октябрь көрәбіттан. Күсірейді көрейді көрәбіттан уже Урандала істелі по программе. Тей. Бұда соғыштар бұнайды, ағылай биш байрам қылады, бір байрам сұлық, биш байрам. Праздник урожая деп бірнесі қалды. Башқұрттардың үшін бала байрам. Биш площадка я. Информация там отдел культуры Айварга, поделим. Ну, а то бар біле, сәртімақтар болғасын. Әне алғаны Надо? Yanlışlıkla psikolojiye şaltırdım da ну, меня это Первая часть, первая до обеда. Вторая часть там с секции пойдем. Там еще более-менее наша работа. Наша работа. Я вчера смотрел это выступление Карнаева. Ну вот, по школьным проведениям. Все японские. Что интересно было. 4 пункта я писал, я говорю. Остальные идеи все мои. Вот я тут. Ага. Спасибо, что помогаете.
праздники. И здесь приглашенные гости. Здесь работают. Камера. М? Per una persona Хороший вещь. Шарифянова.
Қандай бізге кетті? Бүгін шатырак, білесіз, звонок Yok, forum degani ko'rinadi. людей, которые работают с местными сообществами на местах. И это не только тот человек, который сидит в архиве, составляет родословные, но и тот, кто интересуется по-прежнему, занимается реконструкцией традиционной одежды, занимается национальными блюдами, национальными играми, и даже те, кто формирует общественную городскую среду. Их тоже мы должны причислять к краеведам, тем, кто занимается нашей местной историей. Мы все любим наш край, мы все отдаем для его изучения все наши силы. И я в самом начале нашего форума хотел бы искренне поблагодарить всех, кто работает на этой ниве. Дорогие друзья, у нас сегодня запланирована достаточно насыщенная программа. Программу вы, наверное, все видели, она была в раздаточном материале. У нас сегодня запланировано приветствие, запланирован лекторий. К нам приехали спикеры всероссийского уровня,
Я надеюсь, вам всем будет интересно их слушать. После этого у нас будет работать 4 секции. 4 секции вы тоже видите, по каким проблематикам. Надеюсь, мы, можно сказать, охватили спектр вопросов, которыми занимаются наши краеведы. Сегодня на нашем форуме зарегистрировалось 196 участников. Я вас всех поздравляю, и, наверное, можно сейчас перейти к первому приветствию. Слово для приветствия передается Айткуловой Эльвире Ринатовне, председателю Президиума Всемирного Курултая Конгресс Башкир, заместителю председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан. Пожалуйста. Жұмысын оңышлы күндер тілейді, мұнда фәһім, тәжірибе топлап қайтып жұмысанамыз. Һәм әлбетте өздерінің яқтарын қайтып, мұнда ишеткен мәгълүматты алған мәгълүматты барып жеткеріп, һәм артабан орындарда илһамланып, тағы да дәлірек эшләр йөртеп ышанып. Шундай ышаныстар белдереп, башлап китәйек. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, позвольте вас поприветствовать от имени регионального парламента, от имени Всемирного Курултая Башкир, пожелать успеху нашему форуму, пожелать, чтобы тот опыт, который у вас есть, который вами наработан на территориях, тот опыт, который есть у наших уважаемых сегодня спикеров, он умножался друг на друга, чтобы был такой синергетический эффект, потому что краеведы — это люди, которые всю жизнь занимаются подвижничеством, это люди, которые лучше всех знают свои местные традиции, обычаи людей, которые стоят на страже сохранности исторической справедливости, наших культурных кодов, наших смыслов общечеловеческих. Поэтому большая, в первую очередь, благодарность за ту большую работу, которую вы проводите на местах. Ну и, конечно, нельзя не сказать, что для нас, для Всемирного Курултая Башкир, особенно примечательно, что этот форум проводится в год башкирской истории. В этом году в Республике Башкортостан Всемирный Курултай Башкир объявлен год башкирской истории. Мы проводим очень большую работу и по увековечению памяти наших выдающихся личностей, по нашим языковым вопросам, по возрождению нашего родового движения. Поэтому это процессы, которые невозможно представить без участия краеведов на местах. Более того, я скажу, что сегодня наши уважаемые эксперты, наши историки, как первоисточники, зачастую используют те наработки, которые вами на местах были когда-то найдены, изучены, систематизированы. Поэтому спасибо большое за вашу работу. И надо сказать, что наш форум краеведов, как сложилась ситуация у нас по всему миру пандемии, из 2 частей. 14 декабря, в День башкирского языка, когда мы объявили год башкирской истории, буквально через неделю состоялся первая часть этого форума. Она проходила в формате онлайн, когда краеведы вы друг друга увидели через Zoom. Тогда уже принята резолюция была, и с этого момента очень много было сделано полезных дел. Среди них я бы отметила издание ваших многолетних, я бы сказала, изысканий, и вот многие эти книги сегодня на выставке вы уже видели. И вот сегодня такая вторая часть, наверное, такое логическое продолжение, когда мы между волнами пандемии смогли вместе собраться, друг друга увидеть. И, конечно, особый вес, особое значение придает участие в нашем форуме известных на всю нашу страну, на весь мир, я бы сказала, наших уважаемых федеральных спикеров. Поэтому, уважаемые коллеги, уважаемые краеведы, мы подготовили очень большую программу. В этой программе нашли отражение, наверное, ключевые направления вашей деятельности. Это касается и ШЖР, это касается и вопросов геральдики. Вот сегодня уважаемый Кирилл Викторович, которого у нас сегодня все редакторы нас знают, и я скажу, что по-разному оценивают ваш научный труд, потому что не везде предложенные нами геральдические символы сразу находят поддержку, тем не менее, через какой-то период наша работа это поддержит, поэтому сегодня у них будет возможность вам лично задать свои вопросы, еще раз уточнить, почему именно так должен выглядеть игровой мир. Конечно, мы сегодня не можем обойти тему истории наших населенных пунктов, мы сегодня не можем обойти такую важную для нас тему, как северо-западный диалект башкирского языка. Здесь мы видим по первым 2 дням наших научных дискуссий
видите, насколько мы правильно двигаемся в этом направлении, и мы видим уже оценку этой деятельности со стороны. Поэтому объем полученной информации сегодня, я думаю, будет очень большой. Я бы нашим уважаемым коллегам, приехавшим с мест, предлагала все это впитывать, нарабатывать, потому что действительно такая сегодня, я считаю, уникальная встреча. Отдельно хочу поблагодарить Владимира Кумановича, что они подготовили вам такую методичку, которая называется «Краевед Башкортостана». Но если она не полная, потому что невозможно, наверное, в такой маленький прошел все уместить, то все наработки, все материалы есть на сайтах, и вот наша сегодняшняя встреча, она тоже будет идти прямая трансляция на канале YouTube, ВКонтакте Всемирного округа Башкир. Эти записи потом можно будет получить, пересмотреть, особо ценные какие-то моменты, которые, может быть, вы не услышали, не расслышали, можно вернуться к ним, пересмотреть то, что будет выложено. Ну, конечно, уважаемые коллеги, хочется пожелать всем удачного рабочего дня, чтобы, уезжая отсюда, мы были чуть, может быть, чуть более просвещенными, наверное, правильно сказать, да, и еще более вдохновленными на такую большую работу, которую мы все с вами делаем. Это говоря, Рахмат, может, Даркеляй. Рахмат, на самом деле, и вы унесете, и мы унесем с собой что-то новое отсюда, да. Но и в любом случае, основной смысл, основная цель нашего взаимодействия – это общение. Общение, что, поскольку вариться каждый в своем котле, это, собственно, далеко мы это не увидим, надо быть более открытым. Если есть хотя бы маленькая возможность увидеться очно, мы это делаем. В связи с известными событиями сейчас, конечно, у нас не присутствуют некоторые гости. Ждем Урала Тагировича. Надеемся, что он придет и поздравит наших краеведов. Он обещал подойти, поэтому ждем. И сейчас, я думаю, мы пока на данный момент начнем наш лекторий. Как вы видите, по программе у нас запланировано 5 лекторов. Ну, позвольте, наверное, начать с вводной лекции, коротенькой, ну, даже, можно сказать, сообщения. Позвольте начать мне. Тема называется «Опору в родстве и правде ищем». Опору в родстве и правде ищем, сравнима жизнь без правды с пепелищем, а человек, отвергнутый родными, и клад найдя, приходит жалким нищим. Ифтахиддин Акбулла. И здесь я не случайно выбрал это стихотворение, четверостишье, поскольку мы все знаем, кто такой Ифтахиддин Акбулла. Основой, смыслом любого краеведческого движения является его просвещение. И, собственно, и краеведение возникло на ниве просветительской деятельности. И здесь, конечно же, основной смысл в том, что мы должны искать друг в друге какое-то родство. Не генетическое родство, а именно какое-то, может, духовное, высшее родство. И все это должно основываться на правде, на очень серьезном фундаменте. Дорогие друзья, я бы хотел обратить в своем небольшом докладе на народы, которые проживают в Республике Башкортостан. И, наверное, все мы знаем, есть множество атласов выходит, множество различных пособий, да, где говорится о народах Башкортостана. Мы говорим, какие у них традиционные блюда, традиционная одежда и так далее. Но я бы, наверное, попытаюсь здесь выхватить, может сказать, какое-то зерно, да, именно у наших республиканских, тех, кто проживает в Республике Башкортостане, народов, в чем же особенности? Вот у нас есть определенное представление там, о башкирах, о русских, о татарах, о чувашах. А вот какое-то зернышко такое, вот я попытаюсь его, так сказать, раскрыть, этот народ, и вам его показать. Давайте, первый слайд. Следующий слайд. Ага, спасибо. Верните, пожалуйста. Итак,
Первое, ну, слайды, как вы видите, на базе нашей брошюры мы сделали. Башкиры. Ну, мы знаем, это тюркоязычный народ, это мусульмане. Собственно, карту мы здесь видим, да, проживания. Но в чем особенность башкир в историческом смысле? Дело в том, что особенность, которая отличает башкиров от остальных народов, является его родовая структура. Поэтому в 2021 году мы решили с Всемирным Курултаем башкир не то что возобновить, наверное, дать новый толчок для развития движения башкирских родов. С чем связана эта особенность? С чем же связано? Вот у нас прошло 2 дня шла научная сессия, и по большому счету именно это было самым главным вопросом. А почему у башкир сохранилась родовая структура? Почему именно она сохранилась практически на всем ареале? Это не локальное какое-то явление. Да? Например, мы берем, например, тувинцев, да? У части тувинцев одна структура, а другие тувинцы по-другому организованы. То есть нет симметрии. Здесь же мы видим достаточно четкую симметрию. Более того, когда в 20 веке этнографы начали исследовать башкир, они дифференцировали их на 4 этнографические группы. Ну, этнографы люди простые, они просто по сторонам света их дифференцировали. Северо-восточные, северо-западные, юго-восточные, юго-западные. Да, но даже здесь мы видим, как четко все распределяется. Даже примерное количество людей тоже распределяется по этим этнографическим группам, и рода то же самое. Да, есть нюансы, но в целом мы видим здесь определенную симметрию. И вот главный вопрос, который нас волновал эти последние 2 дня в рамках научной сессии, это было как раз таки, а почему у башкир они сохранились? Можно отдать такой самый дежурный ответ. Было вотчинное право, и, собственно, род был субъектом права, то есть землеобладателем. Есть землепользование, есть землеобладатели, и, собственно, племя – это как раз такой субъект землеобладателя. Вот я, к примеру, приведу. Вот у вас есть, наверное, свидетельство на дом, на недвижимость какую-то, да? Там записан один человек, вот на этом желтом листочке. Записан один человек. Это субъект права. Ну, кто-то себя вписывает, кто-то свою тещу вписывает, да? В любом случае, это отдельный человек. Здесь у башкир в Средневековье и новое время субъектом права был род. Поэтому род было необходимо сохранять. Но мы здесь сталкиваемся с другой проблемой. А почему род сохранился тысячелетия? Неужели тысячелетия существовала именно эта такая система правообладания, вотчинных владений? Скорее всего, нет. Поэтому мы должны искать какие-то другие основания. Но я предполагаю, что, скорее всего, это связано с нашим ландшафтом. То, что нас окружает. То есть, если вы поедете чуть южнее, в Казахстан, например, да, или в Оренбургский степь, наверное, тут из Хайдулов есть, у нас всего один район, так вы можете назвать степным. Если вы зайдете, поедете, да, вы прекрасно увидите отличия между башкирами, между ландшафтом Северной Башкирии и вот, именно степей Хабаровского района или Оренбургского края. Разительное отличие. То есть на Южном Урале достаточно равный доступ к воде, к металлу, к соли, к пушнине. Может, еще 2 каких-то элемента можно добавить. Да? И, скорее всего, равнозначно, так сказать, доступ, скорее всего, и позволял сохраняться родам, друг друга не притесняя, так сказать, можно сказать, такому на демократической основе. И мне кажется, это, может быть, стало таким основанием для башкирских родов. Кстати, скорее всего, подобные родовые образования были и у наших соседей, у удмуртов, например. Мы знаем маршрутно-родовую систему. Она тоже существовала. Ее тоже можно реконструировать, кстати. Но вот как-то она, наверное, утратила свою актуальность чуть пораньше, чем у башкир. У башкир все же она сохранялась вплоть до, по-моему, до прихода большевиков, потому что все же очень землевладение и так далее, то есть актуальность родов была очень высока.
Вот это, наверное, такое самое главное зернышко, можно сказать, у башкир, чем они, их идентичность, их культура, наверное, отличается. Если мы посмотрим любой аспект практически его башкирской истории, этнография. Мы не можем обойти родовое объединение. Вот сейчас модное исследование геногеографии, популяционной генетики. Не можем обойти родовую структуру. Практически каждый сюжет, исторический сюжет присоединения башкир к русскому государству. Так, ходили как раз главы родов, вхождение в Монгольскую империю, если не раньше. Этногенез башкир, все это связано с родовой структурой. Именно через нее мы должны изучать, в том числе на краеведческом уровне, этнографию башкир. Давайте дальше пойдем. Следующий слайд. Русские. Очень интересно. Но мы много знаем, на самом деле, о русском населении. Мы все говорим на русском. Это язык, который нас объединяет. Но в чем особенность? Особенность именно русских Башкортостана. Наверное, здесь логично говорить, наверное, не столько об этносе, а об этническом дискурсе. Это такая специальный термин, введенный этнографами. В принципе, он вполне соответствует. Культурный или этнокультурный дискурс. Чем же он отличается? Я вот здесь, знаете, я всегда сравниваю с русскими Северного Кавказа. На Северном Кавказе действительно, если вы, например, приедете, спуститесь с самолета, войдете в аэропорт, например, Ростова-на-Дону, вас окружит казачий дискурс, казачья культура. И действительно, казачий дискурс, русский дискурс Северного Кавказа, Ростова-на-Дону, Краснодара, да, он именно казачий. То есть в этом отличие, то есть они взяли дискурс, который формировался в течение предыдущих 2 столетий, 2-3 столетий. И, соответственно, вместе с культурой, конечно же, переходят и, может, какие-то этнические стереотипы. Но, к сожалению, переходят и какие-то конфликты, да. То есть мы знаем, что, в принципе, на Северном Кавказе достаточно такая сложная ситуация, и там всегда нужно подходить к этим вопросам аккуратно, в принципе, как и везде. Чем же отличается русский Башкортостан? Дело в том, что этнический дискурс русских Башкортостана формировала интеллигенция, инженеры. Это те, кто сюда приезжал в период Великой Стройки, в период эвакуации, Великой Отечественной войны. Это интеллигенция, это инженеры, это те, кто создавал здесь, собственно, вот эту всю индустрию Республики Башкортостан, Башкирии. Именно они через Толстого, через Чехова, через Пушкина формировали свое видение вот этого края. Именно в этом, мне кажется, преимущество этого дискурса. Дело в том, что здесь мы не видим тех стереотипов этнических, которые, может, безусловно, они хорошие, но они где-то могут нести с собой какую-то, может быть, такую конфликтность. Здесь же мы видим, что поскольку создавала именно интеллигенция, она познавала башкир, познавала этот край через классиков русской литературы, через такую просветительскую сферу. В этом особенность русского этнического дискурса именно в Республике Башкортостан. И мы должны с вами это ценить, понимать это. Следующий слайд. Беларусь. Давайте, русские у нас завершат, можно сказать, наш славянский блок. Давайте дальше. Следующий слайд. Мы видим карту, кстати. Поволжские татары. Очень интересный этнос, на самом деле, действительно. Он состоит в основном из 3 основных групп формировался. Это, мы знаем, казанские татары, это мишари, это дегтяри. Но чем отличаются башкортостанские татары? Дело в том, что основой поволжских татар в Башкортостане стали мишари. Я не обладаю абсолютными цифрами, но примерно, если можно говорить, то самые примерные, наверное, около 70% всех татар Башкортостана, кто проживает здесь, имеют мишарское происхождение. Это, безусловно,
входят сегодня они в татарскую культуру, это татары, идентификация у них татарская, но у них мишарское происхождение. В этом и главное отличие, наверное, наших башкортостанских татар. В этом особенность. И отсюда и все особенности и в языке, и в культуре. Собственно, мишари это, наверное, более позднее название, начала 20 века. Все же в документах они все время, практически с 17, 18, 19 веках, всегда именуются как мещеряки. То есть мещеряки, по большому счету, это и есть наше как раз население, может, в историческом смысле. Ну, конечно, есть и стереотипы. Стереотипы, если вы зайдете в деревню, например, Полтавский район, село Богданово, или другое село, такое моноэтничное, да, спросите, откуда татары, и сразу ответ, да, вот Иван Грозный пришел, завоевал Казань, и всех, как говорится, мы бежали оттуда от христианизации. На самом деле это миф. Это миф. Башкортостанские татары формировались в период освоения Урала Сибири русским государством. То есть это в том числе военно-служилое население. Это ни в коем случае не какое-то угнетенное население, которое бежало. Это служилые люди, это рабочие люди, это достойные люди на самом деле. И по большому счету, если вспомним мы восстание Салават-Юлаева, где Салават-Юлаев своими знаменами объединил народы Башкортостана, в том числе и мещерей, мещеряков. И если мы вспомним войну, заграничные походы 13-14 годов, Отечественную войну 12 года, мы видим, что здесь башкиры и мещеряки выступают как братья по оружию. И именно через эту призму, наверное, мы должны оценивать нашу историю. Находить, где мы действительно имеем наши общие ценности и чем наш регион отличается от других регионов. Идемте дальше. Следующий слайд. Еще раз нажмем следующий слайд. Еще раз следующий слайд. Чуваши. Чуваши очень интересный народ на самом деле. А если мы говорим о чувашах, то мы в первую очередь подразумеваем средневековых волжских булгар. Собственно, если мы говорим о преемственности языка и культуры, мы в первую очередь имеем в виду чувашей. Это один из древнейших народов Урала, Поволжья. Мы тоже это должны ценить. И, собственно, чувашский язык, скорее всего, если мы так представим, как говорили в домонгольский период, на каком языке, скорее всего, это и будет чувашский язык. Причем не только на Средней Волге. Есть мнение, я, к сожалению, я не лингвист, я не могу это утверждать, но есть мнение, что, возможно, и даже на Урале говорили на каком-то очень похожем на чувашский языке. И это очень интересный вопрос на самом деле. В этом особенность чувашей Башкортостана. Но, конечно же, они мигрировали в основном в 17-18 веках вместе с миграцией финно-угорских народов. Дальше давайте следующий слайд. И, собственно, финно-волжские, финно-пермские народы, ну, мы привыкли говорить о финно-угорских. Угорские – это ханты-манси, здесь их проживает в стране немного, а другой угорский народ – это венгры, их здесь вообще мало, можно сказать. А здесь же именно проживают финно-волжские, финно-пермские народы, марийцы, удмурты. Если вы посмотрите археологическую карту, там будут такие археологические культуры бронзового, раннего железного века, как Ананинская, Карабыцкая, Пенопорская. И, собственно, археологи, сравнивая с современной культурой народов, сравнивают как раз-таки с финно-волжскими народами, финно-волжскими, с финно-пермскими народами. И, скорее всего, именно они являются наследниками этих древних культур. Однако, здесь, когда мы изучаем и башкирскую, и татарскую, и мишарскую культуру, да, мы видим все равно те самые элементы, то есть, можно сказать, наши общие предки марийцев, удмуртов, башкир,
ложки тоже вошли в нашу культуру. И есть, это можно выявить в наших орнаментах, в наших одеждах и так далее. Ну, практически, вот посмотрите, ну вот мурты. Ну, ведь похоже на башкирские костюмы, да, то есть здесь любой этнограф, он, в принципе, скажет здесь утвердительно, что преемственность, такая связь древнейшая, она присутствует. На этом я бы хотел завершить свое небольшое сообщение, небольшой экскурс по нашим народам. Спасибо большое. Дорогие друзья, к нам присоединился Урал Тагирович Касымбаев. Рад вас приветствовать. Заместитель руководителя главы администрации Республики Башкортостан. Хайрле, күн құрметті коллегалар, сымбатты күн хайрле, тышта қояш, күндәлі қояш сөнки шундай форумға бір ел әлегенә башлаган, сымбатты бұл форумдан тәрәнлеген, бәлки бір үдерінде мәғанәһен тәрәнлеген бір үдерінде біліп кетмейді. Добрый день, уважаемые коллеги, на самом деле очень рад участвовать в этом мероприятии. Я думаю, что мы сами даже все здесь присутствующие не до конца оцениваем значимость этого мероприятия, потому что любовь к родине, патриотизм, прежде всего начинается с бережного отношения к семье, и, конечно же, к малой родине. А те люди, которые у нас сегодня приехали со всех районов, это кладезь знаний, кладезь любви к своей малой родине, которая хватает на весь район. В каждом районе есть такие люди, которые знают про район все, знают про рода, которые проживают в этом районе, исконно проживают, знают про них все, знают все нюансы, интересно очень красивый момент. Всегда отрадно, когда приезжаешь в любой из районов Республики Башкортостан, что такие люди встречают, рассказывают историю района. Когда больше узнаешь, что в каждом районе есть знаменитые люди, которые способствуют становлению вообще как республики Башкортостан, отдельных народностей, которые способствуют становлению того или иного района, естественно, мы обращаемся и радуемся вообще истории нашей республики. Она очень богата и уходит никуда. Поэтому мы очень рады, что форум состоялся, несмотря на пандемию, несмотря на коронавирус. У нас практически все требования Роспотребнадзора соблюдены. Вы знаете, что идет третья волна. Республика к этому готова. Превентивные меры республики приняты. Я думаю, что мы спокойно его перешагнем. Разрешите зачитать приветствие главы республики Радия Фаритовича Кадырова. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с началом работы форума краеведов Республики Башкортостан. Символично, что он проводится в год 50-летия научной сессии отделения истории Академии наук СССР по проблемам этногенеза башкиров. Богатая история разноцветия культур и языков народа Башкортостана является достоянием многонациональной России. Наша с вами задача воспитывать молодежь в любви к родному краю, его истории. Традиции краеведения, заложенные просветителями Мухаммадсалимом Мыкбаевым, Евдокимом Акмулой, Изаиддином Фахриддиновым, живут и в наши дни, объединяя неравнодушных людей, опытных специалистов, знатоков истории, археологии, топонимики, этнографии, географии, языкознания. Набирает популярность праздники Шаджаре-Байрам, встречи башкирских родов. Все больше участников и зрителей привлекают исторические реконструкции Северной Амуры, Уфимский полк, Бирские стрельцы. Сегодня нужно активнее использовать возможности историко-краеведческих экспедиций, музейных площадок и их фондов, стимулировать лучшие проекты грантами, заниматься цифровизацией результатов исследований, чтобы они стали доступны широкой общественности. Уверен, что на форуме будут обстоятельно рассмотрены многие ключевые вопросы развития краеведения в современных реалиях. Желаю участникам творческих успехов, новых открытий и плодотворной работы.
Ради Фарид Шахабиров, глава республики. Коллеги, от себя еще хочу дополнить некоторые моменты. Мы, когда обсуждали проведение данного форума, мы смотрели немного дальше и хотели, чтобы все-таки формат форума развивался. Если все удачно пройдет, мы готовы его делать, оказывать содействие, чтобы оно стало ежегодным. И здесь, наверное, еще важнее не только это. Нужно будет, я считаю, что каждый представитель, член общества краеведов, который представляет районы, необходимо будет все, что вы здесь услышите, всю идеологию, которую здесь услышите, приехать к себе в район. Мы готовы здесь оказать содействие, чтобы администрация районного городов вам помогли в этом, организовать небольшой круглый стол, где вы соберете всех своих соподвижников и доведете всю информацию, которую здесь получите. Я думаю, тогда будет уже некая такая последовательная работа. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Урал Тагирович. Сейчас у нас ожидает церемония награждения. Я бы хотел передать слово ведущему. Пожалуйста. Наследие краеведов, посвятивших большую часть своей жизни изучению своей родины, бесценно. Благодаря кропотливому труду краеведов мы приобщаемся к национальной культуре и истории республики. Сегодня видным исследователям края вручаются заслуженные... Иксанова Гульнара Альфредовна, член Совета региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан, председатель Уфимского городского отделения имени Флюры Ахмеровой Общероссийской общественной организации Союз краеведов России. Садыкова Зиля Аминевна, член Совета региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан, заведующий музеем Салавата Юлаева, филиала Государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан, Национальный музей Республики Башкортостан. Шайбаков Ринат Гаревич, член региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан. За плодотворную, добросовестную работу и большой вклад в развитие краеведения в Республике Башкортостан благодарностью главы Республики Башкортостан поощряются Буровцов Владимир Николаевич, член Совета региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан. Исмаил Альберт Адипович, член региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан, главный специалист Башкирского историко-культурного центра Туймазинского района. Краснова Зульфия Рашидовна, член региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан, руководитель творческого объединения ТАМА. Шарипов Ильдар Талгатович, научный сотрудник Государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Национального музея Республики Башкортостан. Юсупов Юлдаш Мухаматович, член Совета региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан, заведующий Центром социокультурного анализа Государственного научного учреждения Институт стратегических исследований Республики Башкортостан. Ярмуллин Азат Шакирьянович, начальник отдела Национального архива Республики Башкортостан, член Совета региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан.
за большой вклад в развитие краеведческого движения в Республике Башкортостан благодарностью правительства Республики Башкортостан награждается Антонов Антон Андреевич, директор Бирского историко-краеведческого музея. Арманшин Бахтигарай Сахибгараевич, член региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан. Османдияров Ришат Рашитович, член региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан. Басыров Айдар Хайдарович, директор Чекмагушевского историко-краеведческого музея. Бахтиев Радик Ралифович, главный специалист аппарата Всемирного Курултая Башкир, руководитель движения северо-западных башкир без Башкортлар. Бикметов Ирик Нигаматович, член региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан. Гайнуддинов Марат Габделхаевич, региональный представитель Центра изучения исторического наследия Башкортостана ШЖР по Туймазинскому району Республики Башкортостан. Марваров Фидан Садикович, член региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан. Ильясов Тимур Тагирович, директор Музея истории города Уфы, заместитель председателя региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан. Спасибо, Урал Тагирович. Ахмад. Для награждения краеведов благодарностью председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан приглашается заместитель председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Айткулова Эльвира Ринатовна. За большой вклад в сохранение историко-культурного наследия Республики Башкортостан благодарностью председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан награждается Агеева Маргарита Викторовна, член Совета региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан. Ахте Владимир Сергеевич, член Совета региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан. Алединов Рустам Флоридович, член Совета региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан. Асылгужин Рафиль Рифгатович, старший научный сотрудник Центра изучения гражданских инициатив Института стратегических исследований Республики Башкортостан. Баянов Рустам Салимович, руководитель аппарата Всемирного Курултая Конгресса Башкир.
Бирюзов Юрий Леонидович, руководитель Музея боевой и трудовой славы Дворца культуры и спорта села Кандыры, Кымазинского района Республики Башкортостан, член Совета региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан. Зарубин Валерий Георгиевич, член региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан. Иванова Эвелина Алексеевна, ведущий научный сотрудник Уфимского исследовательского центра Уфимского института биологии Российской академии наук. Мажитов Айдар Раисович, заведующий Тимясовским историко-краеведческим музеем, филиалом Национального музея Республики Башкортостан. Султанбаев Юлай Валиевич, член Совета региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан. Свитце Янина Сигизмундовна, научный сотрудник Музея полярников имени Валериана Альбанова, филиала Национального музея Республики Башкортостан. Историко-краеведческого музея. Шкурко Эмма Александровна, член Совета Уфимского городского отделения имени Флюры Ахмеровой Общероссийской общественной организации «Союз краеведов России». Якупов Василий Закирьянович, член региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан. Рахимов Рамиль Насибулович, заведующий кафедрой Башкирского государственного университета, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Республики Башкортостан. Гатиатуллин Зульфар Габитович, начальник отдела использования и публикации документов Центрального исторического архива Республики Башкортостан. Сафин Фидаиль Абельгаянович, член региональной общественной организации Общества краеведов Республики Башкортостан. Фидаиль ағайын тапсырыңыз. Милләтте туплауда башкорт телен, мәдәниятен, рухиятен һаклау, үстерү өлкәсендә күрһәткән әүдем һәм һөҗүмтәле хезмәттәр өчен бөтен дөнья башкортлары курултаеның иң югары наградаһы Алда Нур Сәс халкына медалы менән Харидел районының туган якты өйрәнүчесе, әүдем җәмәгать эшмәкәре, башкорт авылларының тарихын язучы Сафин Фидаиль Абелгаян улы бүләкләнә.
Югары награда алган Нурсез халкына медалы менен Башкортстан умартасылык һәм апитерапия буенча гыйльми тикшеренүү үзәгенең гыйльми хезмәткәре, профессор, филология фәннәре докторы Псянчин Юлай Вали улы бүләкләнә. Шундай ук югары медал менән, награда менән башкорт телен өйрәтү өчен махсус методика авторы, билдәле полиглот Чернев Вячеслав Валентинович бүләкләнә. Нашу республику невозможно представить без вас, без замечательного общества краеведов, сердечных людей, хранителей бесценных богатств эпох. Спасибо вам, уважаемые краеведы. Желаем вам здоровья и творческих успехов. Пусть летопись нашего края пополнится новыми интересными страницами истории. Рахмат Ирга. Спасибо большое, Ильгиз. Дорогие друзья, мы сейчас переходим к нашему лекторию. Сейчас у нас Игорь Леонидович дает интервью, поэтому я думаю, первое слово дадим Юлии Викторовне. Пожалуйста, Юлия Викторовна Нормандская, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института языкознания РАН. Тема сохранения и преподавания малых языков. Пожалуйста. Презентацию, пожалуйста. Я благодарна Высокому собранию за возможность выступить здесь и рассказать про те возможности, которые открывают для нас, для краеведов, для знатоков своего края, для ученых, современные новые технологии. Собственно, здесь уже звучала речь о том, что как смотрят лингвисты на тот или иной вопрос. Да, вот, докладчики обращали внимание, что не всегда это ясно, не всегда известно. И я должна сказать, что лингвистика – это та гуманитарная наука, которая позволяет часто математически точно ответить на вопрос, откуда пришел тот или иной народ, с кем у него были наиболее близкие контакты, как складывалась его история. Это касается не только больших народов, но в первую очередь, наиболее точно это можно говорить о жителях определенного района, определенного села. У нас был правительственный мегагрант в Томске, где мы выявили довольно-таки четко, что села, отстоящие друг от друга на 100-200 километров, говорят на совершенно идентичных говорах. Это значит, что в одно село было переселение из другого, а люди даже не знали об этом, не знали о том, что вот их близкие, можно сказать, родственники живут вот в этом селе. Да, потом по метрическим книгам этот переход был установлен в 17-16 веках. Но мы часто не знаем так глубоко наши родословные, и именно язык может сказать о том, где были наши корни, к какому говору мы наиболее близки. Вот на докладе, на научной сессии я показала, благодаря тому, что были записаны материалы белебеевского говора башкир, северо-западных башкир, что в конце 19 века они были очень близки восточным башкирам, а не татарам. Даже южные башкиры были более близки татарам по своему говору, чем северо-западные. Но в северо-западных говорах на тот момент сохранялся наиболее архаичный состав гласных, состав суффиксов. Таким образом, вот та запись, которую сделал Катанов, находясь просто летом проездом в Белебеевском уезде, дает нам возможность вскрыть истинную историю северо-западных башкир. И сейчас у нас есть возможность запечатлеть эту историю для наших говоров.
говоров. Носители, те, которые говорят на самобытных говорах, а не только на литературном языке, они часто уходят. Дети уже часто знают только литературный язык, и хорошо, если его. А наши бабушки, еще владеющие языком, в последние годы уходят и могут уходить все быстрее. И сейчас у нас есть возможность записать их говор, сохранить его не только для себя, но и для всей страны. Строить его в специальную систему, в которой будут отражены особенности говоров всей России. Дело в том, что те записи, которые собирались ранее, они собирались часто без современных звукозаписывающих средств. Люди транскрибировали на слух. Сейчас современные средства, даже программы, которые каждый может установить на свой телефон, позволяют записать звук в самом высоком качестве, в формате WAV. Этот звук можно анализировать с помощью специальных фонетических программ и уже точно сказать о близости того или иного говора, даже при якобы совпадающих гласных, о мельчайших отличиях, которые не всегда в силах установить ухо записчика. Поэтому очень важно фиксировать эти особенности в звукозаписи. Следующий слайд, пожалуйста. В настоящее время на базе Института языкознания РАН, Института системного программирования РАН, которые обеспечивают в плане программирования правительства, органы Федеральной службы безопасности, создана программа Lingvadoc. Эта онлайн-платформа в настоящее время одобрена Министерством для использования, для фиксации языков народов России. В настоящий момент меня включили в коллектив ученых, которые впервые за существование нашей России ученые подготавливают новую госпрограмму научных исследований, которая будет действовать до 2030 года. В настоящее время я представила министру проект о фиксации языков на вот этой программе. Он получил одобрение, и 15 октября эта программа с включением данных материалов будет представлена нашему президенту на подпись. У нас есть возможность уже сейчас начать ту работу, которая будет поручена республикам, как мы думаем, после 15 октября. Дело в том, что Башкирия, как регион, как ученые, филологи, уже сейчас находятся во многом впереди всей России. Почему? Только в 2 республиках существует большой многомиллионный корпус языка. Это Башкортостан и Татарстан. В других республиках, даже в Якутии, где язык активно используется, в Туве, такого корпуса нету. И в настоящее время важно, мне кажется, оставаться впереди и использовать те возможности, которые нам предоставляют современные компьютерные средства. Следующий слайд, пожалуйста. На платформе Lingvadoc уже сейчас находятся записи, звукозаписи, архивные записи по 900 диалектам России. С нами сотрудничают около 300 лингвистов всей страны, практически все НИИ и университеты, где занимаются языками народов России. Но в настоящее время, как мы считаем, создана возможность, в том числе программная возможность, перейти не просто на уровень ученых, их экспедиций, их записей, а уровень обращения, возможности фиксации слова диалекта самими носителями языка, которые лучше, чем кто-либо, имеют доступ к тем старейшим членам ваших сел, районов, которые еще говорят на самобытных диалектах. В настоящее время, в эпоху пандемии, мы не всегда можем туда доехать, и это небезопасно. Небезопасно для старейших наших носителей. Но вы сами, будучи их родственниками, можете записать их речь, загрузить на платформу с целью, чтобы она была обработана и все их особенности были описаны. Следующий слайд, пожалуйста. Вот видно, что на Lingvadoc представлена карта тех точек, где уже наши ученые собирали. Вы видите, в каждой точке представлены цифры, где-то это 30, где-то 12 говоров. Можно приблизить точки, рассмотреть, увидеть, какие конкретно говоры набраны, но уже Россия во многом охвачена. Но сейчас мы
хотим перейти на уровень не просто городов, а уровень каждого села. Следующий слайд. Здесь я не знаю, как сделать это технически, предлагаю сфотографировать этот слайд тем, кто может это сделать, и потом, может быть, вот эту краткую инструкцию разослать через лидеров Курултая по районам. То есть я хочу рассказать о том, как вы это можете сделать. Это можно сделать из телефона, через Telegram. На Telegram очень надежное хранилище для данных. Вам надо найти канал «Поддержка Лингвадок», записать на диктофон свой рассказ, сказку на своем языке, которая отражает фольклор вашей деревни. Она будет отражать и речь. Ваша запись будет более востребованной, если вы установите программу бесплатную на свой телефон Smart Recorder, которая пишет звук в очень высоком качестве. И приложите текст этой сказки на башкирском языке и с русским переводом. Но даже если вы, сложно это сделать, то просто запись на диктофон ваших пожилых родственников, которые говорят на диалектах, будет для нас очень ценной. Также следующий слайд. Это можно сделать из компьютера, также через Telegram, войдя на сайт Лингвадок и выбрав опцию поддержки. Эта иконка самая правая, нажав на канал Telegram. И когда вы отправляете вашу запись, важно указать ваше имя, фамилию, имя, отчество, место проживания и год рождения. В течение недели ваши записи будут выложены на платформе под теми именами, которые вы пришлете, с пометкой вашего поселка. Каждый из нас сможет увидеть, кто выложил по какому поселку сколько записей, какие действительно его особенности, чем они отличаются. Каждый из нас сможет увидеть, кто действительно сумел вложить свою лепту в это создание электронного атласа с полным материалом по башкирским говорам. Следующий слайд, пожалуйста. Далее, какие дальнейшие перспективы обработки этого материала? Мы очень надеемся на то, что материал будет активно собираться. Он будет собираться, Башкирию мы по совету коллег выбрали как первую республику для такого пилотного проекта, но в дальнейшем планируется распространение этой инициативы и на другие республики. Как дальше этот материал обрабатывать? Вчера в результате переговоров с Институтом языка и литературы мы узнали с большой радостью, что в настоящее время приглашен программист на работу, который замечательно владеет методами искусственного интеллекта и машинного обучения. Он готов создавать специальные программы для переводов этих записей в тексты и для создания парсера, который будет указывать какое-то слово, его падежные показатели, его глагольные показатели. Это может лечь в основу не только научного анализа, но и создания обучающих платформ. В настоящее время в мире обучающие платформы всегда создаются на базе таких корпусов, потому что только на основе искусственного интеллекта и полного анализа баз можно отказаться в создании учебников от каких-то личных инициатив, пристрастий, которые будут всегда оспариваться. Мы употребляем не тот суффикс, как этот человек, а другой. Да? А мы можем сделать абсолютно объективные учебники, которые будут созданы вот на базе вот этих корпусов, звукозаписей, которые должны быть собраны в достаточно большом количестве. Для одного диалекта, для качественного создания учебной платформы необходимо 500 часов звукозаписи звучащей речи. И здесь, конечно, нам очень нужна помощь башкирских лингвистов, их участие, программистов. Мы со своей стороны готовы предоставить серверы, самые мощные практически в нашей стране, потому что они финансируются правительством и министерством. Это все будет под вашим институтом, под вашей республикой, и в дальнейшем каждая республика будет создавать такие вот онлайн-платформы, как научные, так и обучающие. Конечно, я обращаюсь от имени лингвистов и ЯЛИ, программистов, они просят финансовой поддержки для такой работы. Я надеюсь, что республика найдет средства, которые в дальнейшем будут запрошены уже на федеральном уровне, потому что это будут наши гранты, наши
большие федеральные программы. Спасибо. Спасибо большое, Юлия Викторовна. Очень для нас очень важно, скажем так, ваше выступление, потому что мы уже понимаем, что вот, как раз таки это то направление, которое для нас сейчас очень важно, и мы готовы буквально там со следующей недели подключиться. У меня сразу следующее предложение, если вы поддержите. У нас сегодня интернет позволяет, то есть мы можем на следующей неделе, в начале недели, если у вас будет свободное время, собрать все институты и все, скажем так, фонды и так далее, кто у нас имеет к этому отношение. То есть у нас большое количество и вузов, и факультетов, и просто лингвистов, и есть фонд развития башкирского языка. Вот небольшую видеоконференц-связь, совещание с вами провести, обозначим уже пути решения, конкретику. Возможно, если это возможно, давайте проработаем подписание такого соглашения с вами, либо с правительством, либо с каким-то из министерств, либо с фондом развития башкирского языка. И уже я думаю, что даже не обращая на летний период, мы готовы сейчас уже к этому приступить. Я благодарю вас за такую активную поддержку этой инициативы. Без сомнения, и директор нашего института, и я буду в понедельник представлять докладную записку по этому вопросу заместителю министру Медведева. Все мы это готовы выходить на связь, подписывать и делать это официально. Спасибо большое, Юлия Викторовна. Для нас вопрос изучения и наших языков очень важен. Дорогие друзья, идем дальше. Следующий докладчик в нашем лектории – это знаменитый археолог, корифей нашей науки, Крыласов Игорь Леонидович, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, давний друг Башкортостана, наших ученых. Пожалуйста, вам слово. Тема доклада – углубление краеведческой работы и расширение охвата ею населения. Неизбывно актуальные задачи общества. Пожалуйста. Благодарю вас. Собственно, как и многие доклады, я буду продолжать ту же тему, которую вот Юлия Викторовна сейчас подняла в отношении языка. Я, конечно, по языку призывать не буду, потому что есть профессиональные призывы, и их надо ценить. А вот обо всем остальном я, наверное, должен сказать. Ну, во-первых, давайте заменим вдруг слово краеведение, ну вот вообще народиноведение, и всем сразу станет понятно, чем мы занимаемся. Ну, краеведение понятно, у этого термина есть большое историческое уже накопление, были у нас краеведческие общества, и вы сами знаете, местные, губернские и так далее, архивные комиссии, как бы они ни назывались. Важно, что люди, не являясь профессионалами в сфере изучения народной культуры, этим занимались. Это были учителя, конечно, прежде всего, но представители давней интеллигенции еще, при царе Горохе. И все это развивалось, и вот теперь мы с вами приходим к одному очень простому выводу. Если следить за литературой, то мы даже от высоких академических деятелей встречаем иногда статью, которая называется «Реквием поэтос». Я понимаю, что слово «этос» кабинетное, у каждого народа есть свое понятие для обозначения понятия народа. Но насчет реквиема, как же мы тогда будем с тем, что все на этой планете подчинено единственному закону многообразия? Растения, животные, человек и его культуры. Если мы будем все воспринимать как представление одного, ну не знаю, биологического вида хома, и всех вот одинаковых, то да, для администрации будет удобно. С одинаковым материалом легко работать любому ремесленнику и так далее. Но как же быть с многообразием? Естественным состоянием человечества, природным существованием человечества. Вот поэтому я тут немножко на терминологии остановился. Теперь я хочу
воспользоваться этим многочисленным и важным собранием, чтобы обратить внимание на довольно простые вещи. Вот что такое углубить и расширить охват? Но ведь это, с одной стороны, вроде привлечение в краеведческое общество большого количества взрослых. Но я хотел обратить ваше внимание, какие возможности в средней школе, как бы она теперь не называлась, для изучения национальной культуры любого народа, в том числе всех тех народов, которые населяют столь многонациональный и внимательный к национальным культурам Башкортостана. Ну, понятно совершенно, что значит сохранить, возродить. Сохранить смысл ведь очевиден. Все мы русским языком хорошо владеем. Сохранить значит узнать былое. Запомнить, найти уцелевшее и сберечь. Ну, возродить это новую жизнь дать тому, что для нас важно. И исходим мы всегда, по-моему, из одного довольно ясного основного положения. Народ всегда жил на благодатной земле, а вот история его была сурова. И чем богаче земля, тем иногда народу выпадает более суровая история, это тоже понятно. Но на этом мы не будем останавливаться. А вот есть один способ возрождения, который, мне кажется, в руках у средней школы. Вот если мы возьмемся, задумаемся над тем, как культурная работа, собственно, в средней школе выглядит, так мы сами понимаем, что на уроках, во внеурочных занятиях мы активно пользуемся готовой литературой. Научной, популярной, художественной. И вы сами понимаете, что этим мы несколько ограничились. И я хочу обратить внимание на возможности самостоятельной, поисковой и коллективной работы совместно с учащимися, которые проводят педагоги. Я знаю, как загружены наши педагоги, я знаю, как они унижены, так сказать, бытовыми особенностями современного быта. Но кроме учителей эту работу никто провести не сможет. В повседневной народной жизни, опять говорю известная вещь, содержатся все элементы всех областей человеческой культуры. Ну, в данном случае мы вот имеем в виду национальную, традиционную, так сказать, культуру всех народов Башкортостана и каждого в отдельности. И вот здесь-то как раз у нас и есть использование природных законов, изучаемых естественными науками в школе, разнообразных форм человеческого общения, предмет гуманитарных исследований. Речь, изобразительная деятельность, языкознание и другое. И все ведь это в конце концов, до философии, ну, это можно перечислять и перечислять. Многое другое. Даже нелегко перечислить. Но ведь все это просто входит в одно единственное слово – быт. В народной культуре быт охватывает все те сферы, которые изучают специальные дисциплины, включая школьные дисциплины. И осознание всесторонних особенностей жизни, это мы в школе и учим. Осознанию всесторонности жизни. Иначе зачем нам столько в школе предметов? Понимаете сами. А мы, дополняя школьную программу, можем эту самую всестороннюю особенность показать и в отношении общественного познания традиционных культур. Ну вот я хочу опереться на мнение Тынянова, известный мыслитель, ученый, словесник, как угодно. Вот я выписал из них. Быт по своему составу рудиментарная наука, рудиментарное искусство и техника. Быт кишит рудиментами пережитками, как вы понимаете, разных интеллектуальных деятельностей и лишь отличается от науки, искусства и техники методом обращения с ним. Очень точная формулировка. Почему? Да потому что каждая школьная дисциплина может быть поставлена внутри себя, использовать любую национальную почву.
Историю и литературу мы знаем, это у нас принято, но на национальное изучение традиционной культуры можно поставить любую математику, физику, химию, биологию, без всякого изъятия из школьной программы, любую дисциплину мы можем повернуть. Понимаете сами, если мы начнем разбираться, что такое донаука, что такое наука, то мы погрязнем в этом деле. Но обогатить представление и учеников, и самих преподавателей о каждом школьном предмете национальным взглядом, традиционным взглядом народа на эти же явления мы должны. В конце концов, мы же постигаем внутренние явления культуры. Изнутри ее смотрим. Каждый ученый является носителем посторонних для народной культуры, внешних знаний и навыков. И опасность искажения профессионалом народных знаний, когда он ее изучает, очень велика. Позвольте я скажу несколько таких простых вещей, как следует расспрашивать человека, а как этого лучше не делать. Понимаете сами, что если исследователь может, но не должен влиять на характер записи и рассказ, и строй рассказа уважаемых стариков, он, конечно, может, но не должен стараться поправить, облагородить, изложить грамотно и так далее. Я все это в кавычки беру, то, что ему рассказывают. Исследователи могут, но не должны влиять на формулировки задаваемых вопросов, на направленность бесед. Никак недопустимо, чтобы вопрос задержал подсказку ответа. Ученых, изучающих народную культуру, этнографов, недаром же учат в университетах специально 5 лет расспрашивать людей. Потому что осознают эти опасности. Степень точности собранных данных всегда позволит вам отличить профессионала и исследователя, скажем, этнографа, от любого любителя. Расспрашивая любого дедушку, любую бабушку, каждому, даже седовласому исследователю, который переступил порог, профессионалу, следует вообразить себя ребенком несмышленышем, потому что он обращается к тем людям, которые все знают, а он ничегошеньки не должен показывать, что-то известно. Ведь он обращается за народной мудростью, он приходит к всезнающему человеку. Надо, чтобы все время возрастал авторитет собеседника, а не ваш собственный, когда вы расспрашиваете. Совершенно невозможно какие-то побудительные слова произносить. Ведь так, разве у вас так не было? Ведь у вас, наверное, так было? И так далее. Вы же сами понимаете, что любой встретивший вас человек, он из вежливости хотя бы к пришедшему всегда подтвердит: да, было, конечно. Так вам надо только: мне вот это рассказали, правда? Не дай Бог, это совершенно невозможная форма общения. Или я знаю что-то, знаете, и знаете на здоровье, ведь вы не за этим пришли, за новыми знаниями. Поэтому куда, как вы говорите, тихие такие реплики радости, ох, как интересно, что, как. Вот и все. А сами вы ничего не ведаете. Это правильно. И вот тогда вы все получаете первозданное, чистое, как родник, знание народное. Вы же за этим идете. Записи, даже если вам не нравится результат, хранить надо свято, и вообще надо иметь, я надеюсь, государственное хранилище краеведческих собранных материалов. После нас тоже люди. Так вот, понимаете сами, что я вот занял так много времени, а теперь я очень быстренько пройдусь по школьным дисциплинам. Достаточно просто заменить слово математика, скажем, на башкирская народная математика. Или удмуртская народная математика. В зависимости от того, в какой школе Башкортостана, а я знаю, что на многих языках преподается в школе, всем вот так.
И вот вы сами понимаете, ну какой башкирский счет? В том числе границы счета. Где начинается много? С какого числа в башкирской культуре, ох, это уже много дальше. Не будем говорить, как в русском 40-40. Понятно, откуда 40, это все предел. Неопределенное количество откуда. Какие меры длины, площади, объема, веса, времени, жизненных циклов, иных процессов. Ну, это же длинный список, и я не могу по школьной программе математики все их говорить. Но каждый из них может быть дополнен. Я же не говорю, что не надо преподавать классическую часть. Дополнено. Вот и такими вещами. Многогранники какие знают, если к геометрии, тригонометрии перейдем и так далее. А химия? Разве народные знания использования химических законов, то есть изменения веществ, они не существуют разве? От горения, добывания, использования огня, я уж молчу о изготовлении полумыса, процессы химические, печенье, копчение и так далее, и так далее, и так далее. Выделка кожи, брожение умывальных продуктов, освещение, костер, очаг, факел, лучина, свеча и пошло. А окрашивание, какие минеральные используются? И вот вам химию. А физика, механика прежде всего, простейшие машины. Рычаги, блоки, ворот, наклонная плоскость, клин и так далее. Я уже зря занимаю время, но скажу о географии, в которой очень, по-моему, интересная область. Какой диаметр географических знаний? Где уже башкирская, скажем, ну или опять вот удмуртская культура? До каких пор можно доехать каждому старику, он знает дорогу, а дальше не знает? Вот эти, где границы географических знаний народа в целом и там отдельных его частей? Молчу про астрономию. А вот биология очень интересна. Ведь у каждого народа существует народная систематика самих растений, деревьев, животных. Почему мы должны все делать по линейно? Где у нас народная систематика растений, животного мира? Она же существует обязательно, и она терминологически выражена. Про язык почтительно умолкаю, эта тема хорошо была поставлена. А вот литература, ну очень простая вещь. Что красиво говорить, а что некрасиво? Какая уже грубая речь? Чем она отличается от, простите за дурное слово, от этикета? Ну, например, в России потеряно обращение по отчеству, особенно в журналистской среде. Я этому активно сопротивляюсь. Пусть американцы своих президентов называют боги, они ковбойская культура, там Роберт, они уже вот стесняются. Там все парни такие, ай да ну. Но в России по отчеству это форма уважения. Только князья сначала по отчеству, это называется Владимир Святославович, в Рюричковом роду. А потом, так вы по отчеству кликать будете. И башкирский этикет, несомненно, существует. Да еще как сохранился. Ну вот, пожалуй, я на этом остановлюсь. И еще одну хочу показать. Вот понимаете, я регламента не знаю. Вы меня не предупредили, это опасно. С точки зрения, по-русски говоря, председателя. Так вот, понимаете, какое дело? Ведь можно ландшафтное краеведение построить. Вы берете, школа ваша стоит, вот долину этой речки. И делаете все. Бабочек ловите и спрашиваете, как они называются. Смотрите, как какая гора называется. И легенда к ней, оказывается, есть. Любой нормальный народ, живущий на родине, он поэтизирует окружающие его жизни и естественную природу тоже. Значит, вы можете заняться и историей освоения этой речной долины. Пожалуйста, хотите археолог, вы хотите исторические акты и так далее. Огромные возможности. Вот я хотел просто это все показать и очень благодарен, что вы так терпеливо меня слушаете. Может быть, действительно некоторые высказанные мысли пригодятся в краеведческом деле. Спасибо.
огромное спасибо. Я просто хочу сказать, что у башкир у нас начинается много, значит, очень много, 77. То есть есть даже такая поговорка, что я просто очень интересно был доклад. Я растерялся, не записал за вами. Ну, вообще-то это не моя сфера, но я буду пользоваться этим материалом. Изучение, вернее, преподавание на языках, на 6 языках у нас в школах, а изучение 14, даже, ну, где-то может быть больше, правильно? 14 языков изучается. И вот интересную тему затронули, например, там, башкирская народная математика. Примерно в этом направлении мы движемся уже где-то 3 года. У нас на сегодняшний день созданы 4 полилингвальные школы, где как раз-таки вот в этом направлении, в билингвальном обучении, мы движемся. Пока, конечно, ну, скажем так, изучаем, готовим документы методические для образования, для изучения, но вот пока в этом направлении движемся. Поэтому огромное спасибо, было очень интересно. Спасибо большое. Благодарю вас. Я каждый раз радуюсь, приезжая в Башкортостан, и сейчас вы где-нибудь на распарах. Спасибо. Уважаемые коллеги, на самом деле я вам очень сильно завидую. Почему? Потому что я бы лучше здесь остался еще на несколько часов и послушал там прекрасные, интересные доклады, но, к сожалению, служба зовет, есть неотложные другие мероприятия. Поэтому попрощаюсь с вами, еще раз повторюсь, что очень хорошее мероприятие. Просьба, если будут какие-то конкретные предложения, вы доведите до Юлдаша Мухамматовича. Если есть необходимость, мы его в какой-то протокол превратим и положим на подпись Радика Олеговича. Спасибо большое. Спасибо большое, Евгений. Спасибо большое, Влад Владимирович. Конечно, мы ждем ваше предложение, мы все это систематизируем, все это будет аккумулировано. Дорогие друзья, идем дальше. У нас следующий докладчик нашего лектория. Как известно, в 2021 году проходили съезды башкирских родов, и вы, наверное, каждую неделю видели на башкирском спутниковом телевидении с утра, видели вот это прекрасное лицо нашего одного из лекторов, который рассказывал о башкирских гербах. Пожалуйста, слово предоставляется Кириллу Викторовичу Переходенко, магистру истории, члену управления геральдистов России. Тема доклада «Башкирская родовая и семейная геральдика. Особенности и перспективы». Пожалуйста. Добрый день. Благодарю за приглашение. Здесь выступить для меня большая честь, потому что одно дело что-то делать для абстрактной аудитории, и другое дело видеть людей, видеть живую реакцию, понимать, что людей волнует, что нужно, что не нужно, как лучше сделать. Это всегда ценно. Эта обратная связь нам всегда нужна, потому что каждое второе интервью начинается с вопроса, что такое геральдика. И вроде бы казалось, мы сейчас живем в мире, когда не проходит и дня, чтобы мы не сталкивались с геральдикой, не сталкивались с гербами, не сталкивались с флагами. Мы их видим постоянно. Вот я приезжаю в Уфу, выхожу на центральную улицу, и куда я не поверну голову, я вижу герб республики, вижу герб города. Видите их и вы. Собственно, герб Российской Федерации. Берете в руки купюры, на них есть городские гербы для разных регионов. То есть все время сталкиваемся с этим. И все равно возникает вопрос, что такое герб, зачем нужен, вот, почему именно герб. Вот немножечко сегодня я хотел рассказать, ну, не в общем о геральдике, а именно о той ее части родовой, символике родовой геральдики, собственно, как мы к этому приходим и к чему мы к этому приходим. Будьте любезны, следующий слайд. Собственно говоря, когда мы говорим о истории башкирского народа, то мы всегда сталкиваемся с таким интересным явлением, как система башкирских таборов. Вот сейчас на слайде вы можете видеть таблицу, которая была опубликована исследователем Соколовым еще в 1904 году, то есть уже более 100 лет, как системно научно изучается этот вопрос, поскольку действительно в визуальных знаковых системах, которые люди привыкли видеть, в истории башкирского народа есть одна система. Она была, она в какой-то степени до сих пор сохраняется, эта система там. Почему мы обращаем на нее так много внимания? Дело в том, что это, во-первых, это одна из древнейших знаковых
систем. Такие знаковые системы были не только у башкирского народа, и у других народов тоже. Но говоря о башкирах, мы признаем, что она просуществовала очень долго. Она просуществовала очень долго на протяжении многих столетий, и даже сейчас эта система в каких-то своих деталях актуальна. И хотя что-то подзабылось, что-то утрачено, но многие вещи еще знакомы, понятны и правильно воспринимаются. Вот. Почему это так сложилось? Потому что, собственно, танки были не просто отдельными знаками, они складывались в целую систему, и каждая танка имела свое наименование. Не так давно была защищена чудесная диссертация по наименованию башкирских танков, и это тоже вызывает просто уважение, когда ученое сообщество настолько внимательно относится к своему родиноведению. Да, потому что здесь даже слово краеведение, наверное, не совсем точно будет. Вот. И эти наименования танк, они включают огромное количество уникальных элементов, допустим, лексического фонда башкирского языка. Они тесно связаны с историей материальной и духовной культуры народа. В этих танках, даже только в их названиях, я даже не говорю про их визуальную часть, зашифрован и быт народа, зашифрованы какие-то обряды, какие-то религиозные веры, зашифровано занятия традиционные, животноводство, сельское хозяйство, рыболовство, какие-то определенные навыки, какие-то элементы. Все это есть в этой системе. И оглядываясь в прошлое на применение танка в Башкирии, мы видим, насколько оно разнообразно. Примерно отмечались все принадлежности хозяйства. Лошади, верблюды, коровы, орудия труда, предметы обихода. Вот. Клеймились также, допустим, бортевые деревья, да, это вот сохранившийся до сих пор промысел, бортничество. Вот деревья всегда клеймились столбы межевых границ, то есть там это было уже не только обозначением принадлежности предмета, кому она принадлежит, кому она принадлежит, но также и обозначением границ семьи, границ рода, границ каких-то владений. Вот. Обозначались прибрежных жителей рек и озер, там видите, другая утра. Впоследствии мы видим, что танки служили также и вместо подписи для удостоверения документов. Причем здесь нужно важно понимать, что данная традиция никак не связана с грамотностью. Часто говорят, вот ставили какое-то клеймо, значок, тамбу, потому что были неграмотны. На самом деле нет. Здесь нельзя смешивать уровень грамотности и знаковую систему, потому что мы часто видим, что рядом с текстом идет тамга именно как подпись, то есть как знак различительный. И эта традиция сохранилась очень долго, вплоть до середины 20 века, когда, конечно, уже поменялось и требования к делопроизводству, и тамги ушли, заменив место традиционной подписи. Почему я об этом так много говорю? Потому что это та базовая, догеральдическая, в любой культуре народа, знаковая система, которая во многом сформировала понимание окружающего мира, понимание того быта, того космоса, который окружал людей. Можно следующий слайд, пожалуйста? Вот еще один аспект, пример танги, да, то есть вчера и позавчера 2 дня работала научная сессия, посвященная 50-летию работы Академии наук, научной сессии. И в частности обсуждался вот этот вопрос о том, что тамга также имеет и интересную особенность как наследственность. То есть она немножко графически видоизменяясь, но сохраняя свою основу, переходит из поколения в поколение, и можно уже проследить по этим визуальным знакам, по этим признакам генеалогию семьи. Это тоже очень важно. Почему? Потому что это складывает особую культуру восприятия знакового языка. Забегая вперед и говоря о геральдике, одним из важнейших признаков личного, родового, семейного герба является его преемственность, передача из поколения в поколение. И видя вот данную
случае, что подобный инструмент визуального знакового языка близок к понятию народу, мы понимаем, что этот же инструмент будет понятен и в геральдике. В принципе, этот принцип, он не только в родовой геральдике. Все вы знаете, что каждый район республики, каждый город имеет свой герб. Иногда это восстановлены исторические гербы, иногда это созданы новые гербы. Все они у вас перед глазами всегда, то есть буквально тоже каждый день вы их видите. Вот. И один из принципов создания таких гербов, где вроде бы нету преемственности, да, от отца к сыну, но один из принципов то, что герб создается раз и навсегда. И он передается все-таки из поколения в поколение, пусть не кровным образом, но передается вот таким родовым образом, общинным образом, когда поколения сменяют друг друга, а символы остаются. И эти символы уже становятся через одно, два, три поколения не только знаками территории, знаками владений, не только становятся теми символами, которые что-то еще значат, то есть имеют образы в себе и что-то означают, но они становятся еще тем наследием, тем наследством, которое люди принимают от своих отцов и дедов. И это тоже большой такой важный пласт сохранения культуры, потому что, собственно говоря, люди всегда собирались под знамен, да? То есть здесь речь даже не только о военных каких-то действиях, но слово знамя в общем смысле, когда люди объединены одной идеей, одной целью, собираются, как говорят, под знамен. И герб в данном случае это тот визуальный символ, под которым люди могут собраться как под своим знаменем. Будь это герб республики, герб района, герб города или герб рода. Собственно говоря, даже вот сейчас мы говорим о краеведении, о родиноведении. И здесь мы видим разные уровни. Потому что мы можем говорить о чем? Даже посмотрим сейчас государственную символику, существующую в нашей жизни. Да? Герб Российской Федерации. Все мы, граждане Российской Федерации, живем под этим гербом. И немножечко сузим, да, Республика Башкортостан. Здесь вот мы все сейчас либо гости, либо жители, да, Республики Башкортостан, и, собственно говоря, это уже более малая родина, да, более конкретная. Мы сужаем круг еще и видим герб Уфы, города Уфы, да, столицы в данном случае, или вы приедете в свои дома, у вас будут гербы ваших городов, гербы ваших районов, и это все равно те знаки, которые вам тоже принадлежат. Ну, вот. Сейчас мы занимаемся родовой геральдикой, и, собственно говоря, это еще некоторое сужение, ну, иногда расширение, да, потому что некоторые рода охватывают целые регионы республики, но здесь сужение, я имею в виду, в смысле сужение до рода, до понятия семьи, до понятия рода, до понятия клана. Вот, и тут появляются, собственно, родовые клановые гербы. И почему они появляются, да? Почему вроде бы были танки, но появляются гербы? Дело в том, что танки интересный инструмент, но они, во-первых, они довольно локальные. То есть понимание танги, как правило, ограничено теми народами, теми этносами, которые до сих пор их активно сохранили. То есть вот мы говорим о русских, сегодня вспоминали, но династия Рюриковичей все имели танки, наследственные танки. Но кто сейчас о них вспомнит? Сейчас культура уже поменялась, и сейчас этот язык непонятен. В башкирском народе внутри многие танки сохраняются, они еще понятны, но за пределами уже непонятны. И мы посмотрим, есть Героический совет при президенте Российской Федерации, есть комиссия по государственной символике при главе Республики Башкортостан. Это не случайно, эти героические органы возникают, потому что есть необходимость говорить на этом языке. Вот год назад во Всемирном Курултае Башкир тоже возникла своя героическая комиссия, чтобы можно было работать, объяснять людям на уровне символов, как это вообще, как символика существует, зачем она, почему. И получается, что герб – это тот язык, который может в себя включать более ранние языки, собственно, допустим, язык там, но при этом он дает более
большую разнообразную картинку истории. Пожалуйста, следующий слайд. Вот здесь несколько примеров родовых гербов времен Российской империи. И на них очень хорошо видно, что то наследство, здесь гербы, собственно, тюркских родов, здесь гербы выше в Россию из Литвы, Польши, где тоже очень была сильно развита система танков. Вот вы видите, как в этих классических абсолютно гербах, выполненных по строгим правилам геральдики, сохраняются элементы, узнаваемые элементы, то есть мы видим эти графемы, которые, собственно говоря, став геральдическими фигурами, не перестали быть тангами. Поэтому некая органичность преемственности здесь присутствует. Можно следующий слайд. Здесь вот такая немножко абстрактная картинка. Нужно сказать о чем. Дело в том, что геральдика – это тоже знаковый язык, знаковая система, которая волею судеб, родившись в средневековой Европе, распространилась на фактически все государства нашей планеты. И на уровне государства, на уровне муниципальном, часто на уровне и родовом, она понятна многим людям. Понятно, что это не отменяет национальную знаковую систему, они продолжают существовать. Но геральдика со своими строгими правилами. В геральдике есть всего 5 цветов. Красный, синий, черный, зеленый, пурпурный, 2 металла, серебро, золото. Мы не можем другими цветами. Есть свои правила деления щитов, наложения цветов и металлов друг на друга, использование различных фигур, поворотов. Это целая сложная система, это целый язык. Мы сегодня говорили уже о том, как важно записывать язык, сохранять язык, да, и будем еще сегодня об этом говорить. Но помимо лингвистических языков, существуют многие другие, существуют языки знаков, и они должны тоже сохраняться, чтобы быть понятным. То есть мы тоже должны о них говорить. И вот, собственно говоря, важный элемент деятельности, я думаю, в ближайшем будущем геральдической комиссии Всемирного Курултая Башкир, это будет не создание гербов, потому что создать мы их создадим. А дальше рассказывать людям о том, как ими пользоваться, о чем они говорят, что можно сделать с помощью герба, как обозначить. Это очень важные моменты, которые, собственно говоря, должны быть в будущем. Вот следующий слайд. Вот здесь такой пример абстрактной заготовки, да, то есть вот герб. То есть когда говорим о герб, мы должны понять, что в гербе есть разные символы, разные, простите, элементы. Самый важный элемент – это щит и то, что вот мы видим в щите. Но вокруг щита тоже есть много всего. То есть шлем, который о чем-то говорит, есть красивое украшение намет, есть лента девизная, на которой пишутся слова девиз. И эти все элементы часто кажутся непонятными, но они кажутся непонятными ровно до тех пор, пока их нам один раз не объяснят. Я часто работаю с муниципалитетами, и депутаты, депутаты говорят, ну как так, вы придумали какую-то идею, да, она интересна, но она непонятна. То есть, что означают эти элементы? Люди нас не поймут. И всегда мой ответ – то, что надо объяснить людям. Вы просто покажите эти картинки, покажите, сопроводите их текстом и объяснением, что это значит. И люди даже второй раз не спросят, потому что они поймут. Это станет им близко, понятно, потому что каждый раз, вы вспомните, в любой области жизни новые технологии, новые тексты, новые порядки, новые там административно-территориальное устройство, с которым люди не сталкиваются, непонятно, да? Но объясняют, раз-два, люди привыкают, и проходит немного времени, и люди говорят, нет, это наше родное. Вот в моей практике был случай, когда мы, разработав городской герб, через буквально 15-20 лет обратились в администрацию города, в связи с изменившимся законодательством нужно было применять некоторые технические формулировки в положении гербе. И вот мы звоним в администрацию, говорим, здравствуйте, мы раньше разрабатывали герб, сейчас вот, новые законы вышли, нужно внести изменения. А отец говорит, вы разрабатывали герб, вы что, у нас герб всегда был. Прошло 15 лет, люди настолько привыкли, что они уже не чувствуют себя вне этого языка, вне этой культуры. Вот. И, собственно говоря, сейчас я хотел бы показать те примеры, которые мы уже успели разработать, те примеры, которые мы уже представили на суд
съездов родов. Вот. И как мы подошли к этой символике? То есть вот в данном случае мы видим герб рода Юрматы, сказал, он уже утвержден окончательно, да? Нет, еще на стадии проекта. Да, на стадии проекта. Что здесь? Значит, Юрматы один из древнейших родов. И здесь мы видим разную символику. Собственно говоря, какую символику мы закладываем, помимо там, да, которые уже известны. Дело в том, что в 16-17 веках складывается народный эпос Дафтар и Чингизнаме, сказание о Чингисхане, которое впервые было опубликовано, зафиксировано в печатной литературе еще в начале 19 века, в 1822 году. Вот. И в первой главе, собственно, об истории Чингисхана есть такой раздел, где говорится о предводителях башкирских племен, которые окружали Чингисхана и которые получили от него те символы, которые стали символами и власти их родов, и символами, обозначающие, собственно, их рода. И среди этих символов были родовое дерево, родовая птица, клич, аран, боевой клич, и, собственно говоря, танк. Вот. И, собственно говоря, здесь мы видим что? Здесь мы видим, я позволю себе значит, еще раз рассказать, уже рассказывали, но я думаю, что многие слышали. Здесь изображена ветла, это то дерево. Она одна, имеет один корень, но две ветви. Я прошу обратить внимание на этот факт. Вот. Здесь изображена птица, кречет, летящая, собственно говоря, родовая птица. Здесь изображена гора, священная гора Тартау, священная гора для рода. То есть уже мы дополняем символы. Мы не только ограничимся, вот как есть там, птица, древо, девиз на девизной ленте и тамга, и все. Да? То есть мы добавляем что-то из истории. Вот. Собственно говоря, появляется священная гора. Птица, летящая на восток, то есть символизирует восточное направление. Да? И рядом флаг. По традиции для родовой, собственно, как это любят смотреть, для родовой геральдики в России мы используем гербовые флаги, повторяющие собой изображение герба, потому что герб может украсить книги, документы, помещения, какие-то вывески, сувениры, а флаг — это тот вариант герба, который будет с вами на торжественных мероприятиях, когда вы можете шествием пройти под флагами, то есть, собственно, собраться под знаменами, да, украсить здание. Пожалуйста, следующий слайд. Вот этот герб, видите, очень похожий, но другой. И следующий слайд, пожалуйста. Вот, два герба. Это два герба рода Юрматы и рода Юрми. Это родственные рода. Причем сложилась очень интересная история. Дело в том, что именно род Юрматы получил от Чингисхана символику. Но род Юрми, менее многочисленно, он старше, то есть род отца предводителя рода Юрматы. Поэтому вроде бы он как бы с одной стороны старше, с другой стороны младше. То есть такая вот очень интересная генеалогическая история, генеалогически политическая. И здесь мы видим, опять же, та же самая ветла, то есть вот эти два ствола из одного корня, это два рода из одного корня. Здесь другая тамга, здесь тамга рода Юрми. Здесь та же самая птица, но летящая, собственно, в другую сторону, и эта птица показывает и географическое расположение, да, то есть более западное. И говоря геральдическим языком, то есть геральдический специалист, а в будущем, собственно, не только, что знание геральдики распространяется сейчас очень активно, увидит, что летящая вправо, геральдически вправо-влево от зрителя птица в городе Юрми, это, скажем так, геральдически правильное положение. То есть все звери традиционно смотрят геральдически в правую сторону, влево от зрителя, а вроде бы у Юрматы влево, да, то есть не совсем традиционно. И это показывает еще старшинство, именно генеалогическое старшинство рода Юрми над родом Юрматы. Да, вот, такая вот коллизия. Но при этом мы видим вокруг щита намет, такая декоративная мантия, она тоже играет свою роль. Дело в том, что помимо данных знаков,
предводители родов получили еще и именные кольчуги. Собственно, роды получил еще именную кольчугу. В данном случае накидка, она показывает, снаружи она как раз кольчужная, она показывает то историческое событие, получение кольчуги, подбито цветной тканью. А у рода Юрми, который эту кольчугу наследовал политически как бы от рода Юрматы, эта кольчуга убрана вниз, то есть у нее ткань вверх, а кольчуга внизу. Это вот героический язык, довольно, может быть, непонятный поначалу, но когда это станет распространено, когда это будет видимо у всех родов, это будет понятно, это не будет вызывать вопросы. Так же самое шлем, да, то есть часто шлем, как же, мы же не военные, но в данном случае шлем это геральдический элемент, который показывает статусность. Дело в том, что в прошлом Российская империя, она была дворянская, и титул, просто дворяне, титуловый дворян, барон, граф, то есть каждый титул имел свою форму, свой фасон шлема. В данном случае мы показываем, что эти гербы гражданские, бессословные, то есть что у них нет претензий на дворянство, поскольку у нас сейчас дворянства вроде бы и нету, но исторически эти гербы сохранились, и, соответственно, мы понимаем, что какие-то гербы могут использоваться потомками этих дворян, использовать статусные атрибуты воспоминания о предках. То есть здесь мы четко показываем, что герб общегражданский, и форма шлема, соответственно, тоже отсылает нас к национальным башкирским доспехам. Пожалуйста, следующий слайд. Пожалуйста, следующий слайд. Можно? Вот. Еще очень интересная ситуация. Дело в том, что у нас есть скажем, роды-основатели, древнейшие роды, и есть другие роды, которые произошли. То есть в данном случае мы видим вот крупное изображение, это проект герба рода Табын. И три малых герба — это те, кого часто в быту называют табынцами. То есть это род Эрикте, был Эксы и Унлар. Унлар, да, Унлар. Спасибо. Вот. Собственно говоря, когда мы смотрим на герб рода Табын, мы здесь видим, опять же, ту же самую, вроде бы понятную историю. То есть здесь есть птица, да, здесь есть орел, большой подорожник, здесь есть древо, лиственница, здесь есть вот это как бы изображение стрелы, да, узнаваемое, но на самом деле это историческая танга в виде стрелы. Вот вроде бы, казалось бы, вся история, да? Но географический нюанс. Мы видим, что одно правое крыло у орла почему-то золотое. Вот. И почему так делать? Дело в том, что предварителем рода Табын был Уйшин Маккебей. Вот это реально историческое лицо. Его упоминает персидский историограф монголов Рашид ад-Дин в качестве командующего правым крылом армии Чингисхана, Джучи-хана и Батыя. Золотое правое крыло орла аллегорически как раз символизирует этот исторический факт, показывая на заслуги и рода всего, и Уйшина Маккебея на военном поприще. Лиственница, собственно, она имеет 5 ветвей, показывая, с одной стороны, многочисленность родов, произошедших от рода Табын, а с другой стороны, напоминая об одной из версий происхождения названия рода от монгольского слова «табун» — 5. 5 ветвей, 5 родов. Золотые шишки. Что это? Как плод. Да, плод. И, собственно говоря, вот эти золотые плоды — это те многие известные люди, прославившие свой род. То есть, когда мы говорим о табынцах, вот, открываешь любую энциклопедию и в конце видишь наши знаменитые сограждане. Да? То есть, вот, прям это россыпь имен. И вот эти вот золотые плоды — это те люди, которые прославились. Дальше вот мы смотрим три рода, которые произошли от Табын, да? То есть Унлар, Эрикте, Мылыксы. Та же самая символика, та же самая птица.
даже тот же самый девиз, даже то же самое древо, но у каждого своя история. Да? То есть мы смотрим на род Викте, вот, и видим, что черный ковш — это тамга рода Чумеч, который так и называется ковш. Мы знаем, что башкиры племени Викте являются потомками казанцев, которые селились на границах Казанского ханства, где они поступили на службу, собственно, к хану, вот, что подтверждается египтянскими шижире. И термин «ирек» часто употреблялся в древности именно в значении крепости, укрепленное место, Кремль. Исходя из этого, этноним «эректе» означало несущий службу в крепости или обязанный оборонять крепость, Кремль. Вот этот исторический факт отражен в героической фигуре поясом, традиционным символом защиты, верной службы. Да? То есть, вот, вы видите, этот пояс имеет такой стенозубчатый края, то есть в виде границ крепости, то есть, указывает на исторический факт рода, который нес службу в крепости. Род Балыксы. Проект. Древнее название рода Балык употребляется в значении город. Вот, и, собственно, производная как жители городов. Тюркский этноним Балыксы первоначально означает жители оседлых поселений, кочевников на периферии древних городов. И, собственно говоря, во главе герба мы видим изображение древнего города. Мы взяли его с древнего атласа, собственно, так и изображались на древнем атласе древние башкирские города. То есть это прям изображение отсылает нас именно и в древней картографии. Вот. И волнистый край фигуры головы напоминает о том, что род Балыксы часто селился вдоль рек Яй, Урал, Тюй. Вот. И также волнистый край может напоминать о том, что зачастую народная этимология связывала происхождение названия рода с башкирским словом рыболов, рыба. Да? Это может быть исторически и неправда. Да? То есть мы знаем, многие легенды не подтверждаются на научном уровне. Но здесь очень важно понимать, что предания, легенды, сказки рода, даже не подтверждаясь исторически и научно, они являются тем самым элементом культуры рода, истории рода, родовой памяти. То есть нам не важно посчитать, было ли это так или по-другому, немножко в этом году или в другом, так ли звали главного героя или может быть по-другому, но сам факт фольклора, сам факт воспоминания о исторической памяти, он очень важен. И, собственно, герб в данном случае фиксирует эти элементы. И вот мы смотрим на герб, и перед нами уже не только фольклорная история о Чингисхане и предводителях башкирских родов, но и более расширенная история. Да, вот третий герб, собственно говоря, та же самая птица, то же самое древо, но вот волнистый серебряный пояс, разделивший зеленое поле, показывает, что предки делились на несколько ветвей. Часть считалась речными, часть считалась степными. Вот. Полумесяц тамга здесь, наконечник стрелы указывает на одно из древнейших оружий кочевого народа, да, собственно. Представители рода славились тем, что были искусственными стрелками. Вроде бы все то же самое, но своя история, отличная. И что важно, вот здесь вы смотрите на эти изображения, вроде бы с одними символами, изображения все разные, вы их не перепутаете. И когда вы их увидите где-то потом, вы всегда поймете, это кобыльцы, да, а это балыксы, а это юрматинцы. И, что гораздо важнее, когда мы занимаемся керамикой сейчас, это, до некоторой степени, обращаю внимание именно до некоторой степени, все-таки выдуманная история, созданная нами. Но когда эти знаки, эти символы переходят от нас к нашим детям, к нашим внукам, это становится уже совершенно другой историей. Это становится уже историей рода. И вот представьте себе сейчас, вот эти гербы появятся в жизни, появится изображение. Дети начнут спрашивать, папа, мама, откуда это, что это значит, почему у меня такой герб. И важно будет то, чтобы люди как раз знали и могли детям объяснить, что это наша история, это наша география, это наша культура. Вот. Что дети это впитают, собственно, с молоком матери, собственно говоря. И
потом у них никогда уже не возникнет вопроса, а кто я, а откуда я, а чем я отличаюсь от своего соседа, а чем я на него похож. И уехав в другую страну, в другое место, еще одна роль герба, да, уехав далеко, но увидев где-нибудь герб своего рода или герб рода соседа, там, в какой-нибудь, не знаю, Америке просто даже, он скажет, вот, это наши, это мои, это моя родня. То есть это вот тот символ, который обеспечит узнавание. Поставьте следующий слайд. Я про это уже много говорю, я просто покажу, что вот значит, здесь у нас герб рода Гирей, проект рода Гайна. Тоже мы здесь видим птицы, мы здесь видим танги. Мы видим вот две кленовые ветви, это легенда о двух братьях и солнце, собственно говоря, которые вернули народу солнце. Да? Мы видим ворона, две птицы, да, в гербе Гирей, вспоминая о том, что, собственно, слово Гирей, Гире, это слово ворон, то есть происхождение названия рода. Пожалуйста, следующий слайд. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо. Вот, здесь мы видим, значит, проект тоже гербов рода Кыргыз, тоже с классической системой, вот эти колеса, которые по легенде, собственно, представители этого рода, будучи кочевниками, создали ту самую повозку для Чингисхана, которой он, собственно, спасался. А вот рядом герб рода Кандлы. Немножечко другая история. Дело в том, что род Кандлы не упомянут в сказании о Чингисхане. Казалось бы, что делать теперь? Но каждый род имеет свою историю, свои предания. И здесь мы видим, собственно говоря, птицу, которая была принята самим родом, собственно говоря, серый журавль, как птицу рода. Здесь мы видим, журавль стоит, подняв крылья в боевой стойке на голове медведя, и это нас отсылает к известнейшему сказанию, собственно говоря, о Зухре, о Болгаре Зухре, которые победили врага, образ врага обрисовывался как большой белый медведь. То есть здесь вот есть два ребра, это историческая тамга, стрелы, поскольку, собственно, эпос рассказывает нам о стрелках рода Кандлы, как одних из самых искусных стрелков в регионе. То есть, да, нету одного предания, но у каждого рода есть своя история, богатая разными событиями, богатая разными сюжетами, и эти сюжеты также могут воспроизводиться. Следующий слайд, пожалуйста. Вот проект герба рода Мин. Сейчас работаем тоже здесь, собственно, уже вам понятная структура символики, да, дополнить какими-то элементами, в данном случае лапу птицы колчан, как воспоминания, позволю себе процитировать, как писалось, Чингисхан сказал Урдачбию: «Эй, тысячи колчан и Урдачбий, прозванный так за то, что, будучи безмерно богатым, выводил с собой 1000 воинов. Пусть твоим древом будет береза, птицы, ястреб, боевым кличем алас». Собственно говоря, вот это вот колчан указывает на историю рода, да, его богатство, то, что сам Чингисхан назвал предводителем рода 1000 колчан. И завершая свое выступление, я хочу сказать, возникает вопрос, да, а как эти гербы будут восприняты, а нужны ли они людям? Я хочу показать, пожалуйста, следующий слайд. О том, что мы их не успеваем еще утверждать, как они уже появляются в жизни. Ну, собственно говоря, в вестибюле вы можете увидеть, стоит продукция башкирская, мед, травы, чай, да, и они уже украшены родовыми гербами. 19 июня состоялся сабантуй Краснокамского района на праздник, собственно, мастерицы из села Новоактаны-Башева испекли вкусный пирог. И украсили они, если вы посмотрите, он украшен фигурами из герба. То есть я когда это увидел, я был сам поражен. То есть гербу, как сказать, без году недели, как говорится. То есть он только-только появился, но его уже принимают. Эти символы близки людям. То есть фактически мы геральдически, языком понятным не только внутри Башкортостана, но и понятным фактически во всем мире, сохранили символы. И вот эти символы уже люди воплощают в своей жизни. То есть я уже не говорю про то, что у нас в планах концепция, собственно, образовательная концепция, как рассказывать
о гербах, как их внедрять в жизнь. Они сами, вот это уже жизнь. То есть мы ничего не делаем, нам просто показывают и говорят, вот смотрите. Нам, конечно, безумно приятно. Это вот признание того, что, собственно, год назад Всемирный Курултай Башкир задумался в правильном направлении. И то, что визуальные символы людям нужны, и то, что выбранная стратегия, собственно говоря, ваша стратегия, в данном случае мы, как специалисты, обеспечим биологическую безупречность. Выбранная стратегия правильная, она работает. Спасибо за внимание. Я могу сказать обратную связь, я уже начинала об этом приветствии говорить. Конечно, у многих родов уже исторически так сложилось, есть так называемые периоды, которые, соответственно, не по канонам геральдики сделаны, а что называется от души, иногда на коленке, иногда с привлечением каких-то дизайнеров, художников. Конечно, всегда бурные дискуссии, почему мы сегодня имеющийся, казалось бы, такой родной, да, знак нашего рода, должны переходить на безупречные, но пока еще новые символы. Поэтому, уважаемые наши краеведы, вы много вопросов задаете, и я на этих встречах тоже вот, мне вот из всех, если спросить, да, это, конечно, дело вкуса. Мне очень нравится герб рода Найна, хотя я давно, очень мне нравится такое золото с черным. Поэтому на этих дискуссиях, мы когда присутствуем, конечно, мы говорим, что действительно гербы должны считываться именно в целом в мире. Потому что то, что сделано художником, пусть талантливым, замечательным, в Тадышлинском районе, условно говоря, да, не будет понятно за пределами Тадышлинского района даже нам, живущим в Уфе, я не говорю уже про европейскую мировую практику. Поэтому, спасибо большое, действительно, вы безупречную точность обеспечиваете, мы со своей стороны, и наша команда, которая очень активно в работе присутствует, участвует, конечно, мы понимаем, что просветительская работа – это, наверное, большой следующий шаг, и пользуясь тем, что сегодня Министерство образования здесь было отмечено, пользуясь вашим термином, Игорь Леонидович, на уроках родиноведения, наверное, сейчас вот геральдическая история тоже должна занять какое-то свое место, потому что, безусловно, интересно, очень большое. Спасибо вам большое за работу. И у наших коллег, уважаемые коллеги, у кого сейчас остаются вопросы, сомнения, может быть, то, с чем вы должны приехать в ваши районы, у нас секция по движению башкирских родов будет номер 2. Я бы попросила, даже бачу, что Кирилл Викторович там тоже имел возможность на какие-то вопросы ответить. И плюс будет возможность пообщаться более подробно, конечно, в кулуарах, и у нас сейчас планируется пленарка в половине 6-го, там тоже, ну, если к этому времени вы не исчерпаете все свои вопросы к нашему уважаемому спикеру. Позвольте один маленький комментарий общего характера. Вы затронули очень важную тему о уже существующих каких-то эмблемах, знаках, гербах. Вот в данном случае я всегда говорю вот, на встречах с главами родов, и вам это тоже очень важно знать. Дело в том, что создавая какой-то герб по системе традиций, мы не отменяем и не забываем ту другую символику, которая уже складывается у родов. Будь то танги, будь то какие-то разного рода эмблемы. Тут вот, вчера на прошлой сессии был чудесный доклад по поводу как раз того, что символы в нашей жизни бывают разные. Эмблемы, логотипы, знаки. И что каждый из знаков имеет свою сферу применения. И что ради одного знака не нужно вычеркивать и забывать другие. То есть здесь мы ответим на все вопросы в рамках географической комиссии Курултая и в рамках сегодняшнего мероприятия о том, что делать с теми символами, которые уже есть. И иногда они очень хорошо сосуществуют, когда герб занимает свою нишу, а эмблема становится, допустим, туристическим логотипом или каким-то сувенирным брендом или еще чем-то. И здесь важно очень в каждом конкретном случае внимательно подходить к тому, что существует века или существует 5-10 лет, вот, не выбрасывая на помойку того, что вроде бы стало неактуально. Нет, надо внимательно подходить к каждому случаю. Спасибо. Спасибо большое, Кирилл Викторович, спасибо большое, Юлия Игнатовна. Действительно, мы сейчас готовим это все принятые гербы. Сейчас принято 7 гербов, как родовые гербы, то есть они уже реально действующие. Сейчас готовим документацию, то есть реестр. Уважаемые друзья, идем дальше. Следующий доклад у нас затрагивает очень интересный аспект
как мы знаем, сейчас у нас развивается генетика, точнее, развивается краеведение, используя методы генетики. И я бы хотел слово предоставить Локу Владимиру Геннадьевичу, генеалогу, председателю Томского родословного общества. Тема доклада «Генетика и генеалогия. Новые перспективы исследования». Пожалуйста. Добрый день, дорогие коллеги. Харлекён. Я, конечно, произносить сложно мне, по-башкирски, по-татарски сложные слова, звуки очень специфические, но тем не менее. Я рад всех видеть и рад рассказать о том, что мы делаем, какие результаты есть. Генетика уже у всех на слуху, многие знают, какие методы применяются, какие возможности у генетики для исследования происхождения. Я в зале уже вижу многие знакомые лица, людей, которые не только получили данные о своей генетической линии, знают, какой мужской генетической линии принадлежат. Некоторые являются исследователями своего рода с помощью генетических методов, или глубоко, либо более точно проверяют. Здесь как раз уже много присутствующих. Представители разных родов, многие из них, даже не зная, оказались близкими или более-менее далекими родственниками. Но тем не менее, об этом уже коллеги наши друзья об этом знают и занимаются. Можно слайд, следующий слайд. Коротко, я постараюсь коротко сказать о том, что в наших клетках есть ядерная и митохондриальная ДНК, геном, спираль ДНК, может следующий слайд, пожалуйста. Немножко так она изображена. Самое главное, код этой спирали. Дальше следующий слайдик. Кератины, так называемые, обозначенные, гуанин, аденин и прочие. И следующий слайдик. Получается вот такой код, обозначенный латинскими буквами, который есть у каждого человека, геном каждого человека записан, можно записать таким кодом. И при передаче от отца к сыну, от родителей к детям, поколение в поколение, этот код передается, но бывают такие интересные изменения. Буквально одна буковка изменяется в течение, это может произойти через 3 поколения, через 4 в большом геноме. Примерно происходит такое изменение, и оно фиксирует как раз различия между людьми. Мы все знаем, генетика это показывает, как по мужской, так и по женской линии. У нас был общий предок. И у мужчин мужской общий предок по женской линии, ну, общий предок человечества. Можно следующий картинку, что-то у нас, да. И можно нарисовать такое древо. По этим как раз точкам, меткам, которые появляются, мы можем выделить более близкие группы, которые ближе между собой. Более дальние, вплоть до основателя общего человечества, его называют иногда Игорь Хромосомный Адам. По этим как раз меткам мы иногда называем мутации, СНИПы, полиморфизмы. Мы можем вот такое дерево нарисовать, где все люди планеты оказываются на этом древе. Все они, кто-то кому-то поближе, кто-то дальше, в близком родстве, кто-то в далеком, меняется большим количеством поколений, может 30 поколений, родством, может 100 поколений, родством и дальше, а кто-то совсем близкий оказывается между собой. Можно дальше. Дерево это делится, возникает новая линия. Вот здесь большое дерево, где представлены большие популяции. Китайцы, например, дальние родственники финно-уграм оказывается. Хоть они очень дальние между собой родственники, но все равно ближе, например, чем с некоторыми африканскими популяциями, западными европейцами, например, или с индийцами. Все равно от них китайцы, финно-угры дальше оказываются. Но древо дальше продолжает делиться. Каждая веточка продолжает дальше делиться, может, следующий слайд. И мы видим, что уже на каждой веточке сужается количество популяций. Ну, мы в генетике понимаем этот термин, чтобы более точно говорить, что биологическая группа людей, имеющая общее происхождение, она не однозначно особая биологическая группа. Как она связана, как она соотносится с этим, совсем другой вопрос. Вот она делится, мы видим, на отдельных веточках появляются уже чисто башкирские группы. То есть в одной веточке, у которой одна общая метка, там только башкиры. Вот либо мы видим сначала
тюрки, в основном тюрки, рядышком пиццу в этой веточке родина. И в основном тюрки, а дальше более молодые ветки, которые мутации появились позже, они объединяют почти исключительно башкир. Либо 80% башкир, либо и более, может быть, в этой группе, в этой веточке именно башкир. Ну, плюс может оказаться там несколько человек из другого этноса, который причисляется к другому этносу. Мы видим, что к этой веточке лежат башкиры могут разных родов, которые именуются, по крайней мере. Они либо знают о своем общем происхождении, разные группы родов, либо не знают о своем общем происхождении. Ну, если знают, это еще лучше, замечательно. Мы видим особое подтверждение генетики и родословной, видим совпадений. Дальше мы, соответственно, занимались как раз этой проблемой. Сравнение между ШЖР, родословной как таковой, где указаны поколения, где имеется обозначен общий предок разных родов, не одного рода, нескольких родов. И наша задача, очень интересно было, как не столько краеведов или историков, а именно как ученых-генетиков сравнить, а потом уже как иметь, что показывает эти данные. Если совпадений нет, удивительно оказалось, что да, совпадений огромное количество. Можно дальше сказать? Другая, более молодая ветвь, две ветви вошли. Следующий слайд можно. Можно сказать, что наиболее исследованный нами род, который мы и раньше других занимались исследованием, это род Табын и другие подразделения родовые, которые близки к ним по родословной. Близки к ним по родословной, все они считают своим предком по ШЖР, считают своим предком Майкиби, либо восходят некоторые рода, братья Майкиби, если родословно указывается. То есть по документальной генеалогии или устной генеалогии ШЖР они являлись родственниками, всегда считались родственниками. Генетика показывает, что да, действительно, они все принадлежат к единой генетической линии, одной мужской генетической линии. То есть генетика показывает, да, действительно у них был общий предок. Следующий слайд, можно? Следующий слайд. Здесь мы видим как раз древо, составленное на основании ШЖР. Здесь и у нас в зале присутствуют люди, которые принадлежат к этим родовым подразделениям, не просто принадлежат, а именно те, которые участвовали в исследовании. Как раз это генетическая линия принадлежат указанные предки. Я не стал указывать здесь персональные данные, конкретные фамилии, но, по крайней мере, имена предков указал. Это ШЖР. Вторая картинка тоже потомки Майкиби, может, следующий, да, тоже показывает то же самое. И далее мы как раз представители этих родов современных брали образцы ДНК, выделяли ДНК и получали данные о мужской генетической линии. Какая именно мужская линия, какая меточка у них есть, особая есть, там особая меточка близкая, кому ближе, кому дальше. И следующее древо. Следующий слайд, можно еще дальше. Вот деревце получилось, это уже генетическое дерево, филогенетическое его называют, основанное на данной генетике. Здесь вот как раз представлены представители разных родовых подразделений, как они, кто кому ближе, кто кому дальше оказывается. Но в любом случае все они восходят к одному предку. И исходя из документальных данных, мы можем предполагать, что имя этого предка это Майкиби, либо отец Майкиби. То есть в любом случае возможно с помощью генетики делать датировки на основе накопления этих мутаций, можно приблизительно плюс-минус 100 лет говорить, когда жил живот в общий предок. Что самое удивительное, полный анализ мы сделали многим представителям этих родов, многим людей, они показывают примерно тот же самый возраст, точнее время жизни этого предка, примерно 800 лет назад. Как раз во имя Чингисхана, как раз, может быть, Майкиби по поколению чуть моложе на одно поколение Чингисхана получается. В это время примерно жил общий предок. 100% там нельзя высчитать, но примерно, да, в это время попадает. То есть все
представители этой генетической линии, самое главное, известные уже представители этих родов, которые считали себя потомками Майкиби, они действительно оказались потомками генетическими, биологическими потомками этого предка общего, который можно назвать условно Майкиби. Так и было. И, в общем-то, генетически все линии мы условно называем Майкиби, что тоже, собственно, верно. Это очень показательный и интересный пример. И кроме этого, можно дальше продолжение этого дерева. Здесь, конечно, можно карту показать, где проживает разная линия. Выделяются особые метки для каждого большой группы. То есть восточные табынцы, у них особая генетическая метка, то есть они происходят от сурабии родословной, у них особая есть меточка, которая их отделяет от других табынцев. У потомков султанби, западных табынцев, у них свои методы, не одна есть, которая позволяет сказать, кто Кесер табын, кто Палсер табын, кто другие. То есть мы можем уже на основании этих данных сравнивать с этими данными ДНК других людей. Например, очень многие из башкир не имеют глубокого ШЖВ. То есть по документам мы проявили, дальше может быть какие-то другие источники, мы можем составить условно жителям Башкирии, представителей городов до 18 века, до 17 века. А дальше, к сожалению, устное предание не сохранили более глубокую родословную. И некоторые знают, что они происходят от Майкиби, как, например, род Улар, прямой родословной, например, нет. И это, конечно, подтвердило, что да, оттуда происходит. А у некоторых просто и не имеют информации, что из этого рода вроде, но имен нет. И хотелось бы проверить. Есть и такие случаи, когда люди живут в той же деревне, где проживают представители этого рода, скорее всего, они тоже являются представителями этого рода, но в ближайшие десятилетия, в советское время, это время тяжелое, и они забыли точную родословную и, вероятно, предполагают, что они принадлежат к этому роду, но точно достоверно не знают. Генетика дает такую очень интересную возможность, что можно определить потомки, какому роду они ближе, и даже вот к какому подразделению ближе. Ближе, может быть, ТС-табын, то есть особая меточка оказывается. Можно говорить, что их предок, скорее всего, принадлежал к этому родовому подразделению. Дальше можно. Также мы и другие рода проверяли. Другие большие родоопределенные группы, кырчаков, разных подразделений. Следующий можно видеть картиночку, здесь будет подробно. Да, видим и древние образцы, тоже на территории Башкирии, здесь расцвет, ну дальше расцвет, следующий картинка видим. Примерно, сразу скажу, что если дальше углубляться, не хотелось бы тратить время, что генетика уже позволяет, где-то точнее, где-то менее точно, показать не только, когда жил общий предок всей этой генетической линии, а примерно региона, где он проживал. Плюс-минус даже 200 километров, плюс-минус 500 километров, какой-то регион, область. Вполне реально, вполне на основании сравнения данных более удаленных родственников, более близких родственников, показать примерно территорию, где могла эта линия возникнуть, то есть где жил этот общий предок. Ну, в частности, для тех же табынцев и для других групп тоже, например, по группе Родина среди башкир. Скорее всего, их предки были давними жителями степи, степной зоны, от Монголии до Молдавии практически, в одном из этих регионов. Занимали большую территорию, что и древняя ДНК показывает, что практически на этой территории живут очень однородное население, генетически однородное население, близкородственные группы занимали всю эту территорию, что представители носителей срубной культуры, что синташтинской, что андроновской культуры. Генетики сейчас проверяют, они все оказываются относительно близкими родственниками. Скорее всего, потомками одной из этой группы является значительная часть башкир. Мы можем показать. Более точно мы тоже иногда точнее, где-то предполагаемо, можем предположить, что
1000 лет где не проживали, приблизительно. Иногда можем сказать обоснованно, иногда сложно сказать, где проживали 1000 лет назад, приблизительно. Поэтому еще исследования ведутся, и каждые новые данные, палеогенетические, в том числе и о древней ДНК, и современные данные, дают новую информацию, которая позволяет более точно сказать, да, вот этот человек проживал. Ну, для добытцев, скорее всего, исходя из генетики, мы видим полное совпадение с данными ШЖР, данными родословной, что, вероятно, предок жил к востоку от Башкирии, на территории почти Сибири, либо Челябинская область, ну, скорее всего, Тюменская область, он там проживал. И среди сибирских татар эта группа также встречается, среди тобольских, тюменских татар эта группа представлена, то, скорее всего, общий предок там и проживал, как и по ШЖР, табынцы, предок табынцев, как западных, так и восточных, двигается с востока, с тех территорий. Эта генетика полностью согласуется с этими данными ШЖР. Дальше можно. Другие линии также представлены. Дальше юматинцы. Да, движение примерно юматинцев можно показать юматы, предков племени юматы, даже самое, что интересно, возможно, будет тоже иметь отношение к теме доклада, что ближайшие родственники, древние родственники нашлись среди носителей базилической культуры. По крайней мере, это может показать направление миграции, как они на рубеже чуть раньше они жили возле Алтая, нашего российского Алтая, а дальше, видимо, двигаются назад. Точную датировку мы не можем показать, но тем не менее направление миграции за этот большой период мы все-таки прослеживать можем. Дальше, пожалуйста. Дальше слайд. Другие группы, не только Равина, здесь показаны, это не группы, имеющие общее происхождение, вероятно, тоже связаны они происхождением с Сибирью, но точной датировки пока еще не сделаны. Но, тем не менее, показывают, что, скорее всего, предки пришли из Западной Сибири, но достаточно разделялись, они там много разных групп. По крайней мере, мы видим родство между этими группами, особенно интересное родство между Тангауром и Силганами, и некоторые ШЖР говорят о их близком родстве. О близком родстве, что они происходят от одного предка. То есть генетика указывает, да, скорее всего, эта версия ШЖР наиболее правильная, потому что показывает это родство, указывает на это родство. Генетика тоже самое показывает. Можно делать такие выводы. Можно и делать другие выводы о более раннем происхождении, но не буду сейчас занимать ваше время, потому что в других докладах мы это говорили. Самое главное, мы можем, исходя из генетических данных, человек хочет определить ближе он Тангауром, мог бы быть Тангауром его предок или Сирганом, он легко может делать генетический анализ, да, сказать, да, это реально, что его предок как раз принадлежал к этому племени. Дальше можно. И да, в заключение важный вопрос, конечно, перейти к важному вопросу, сказать об этнической идентичности. То есть генетика и этническая идентичность, конечно, не одно и то же. Кровь и этнос это разные вещи, можно говорить, совершенно разные. По другим механизмам передается все это. Поэтому человек, который может считать себя, определять себя башкиром, татарином, прежде всего, это его личная самоидентификация. Ну, тут еще важно, чтобы и общество башкирское принимало, считало тоже башкиром. Вполне. И это не зависит совершенно от того, кто были предки по мужской линии, прежде всего. То есть, так как это народ, это особый пазл. Где-то этих групп разнородных, много у одного народа, то есть предков, общих предков, может быть, составивших основу народов, может быть меньше, где-то больше. Ну, например, если мы якутов возьмем, то генетически они практически больше 80% подходят к одному предку. Если мы возьмем башкир, тоже не так же много предков, 3, 4, 5 общих таких главных предков, которых происходит основное население. Возьмем другие народы, даже русских, и тоже не так уж много предков получается у них. Но они могли иметь разное происхождение. Могли какие-то предки определенных групп прийти в разное время, прийти с разной территории, кто-то с юго-запада, кто-то с юго-востока, кто-то
с северо-восток на территорию Башкирии. Но это никакого отношения не имеет к этническому самоопределению, идентификации, к формированию народа. То есть это больше связано с генеалогией и, конечно же, связано с историей рода, потому что род не биологически, а именно понятие генеалогии, это происхождение по мужской линии, фиксируется, прежде всего, происхождение по мужской линии. И фиксируется вот эта прямая мужская линия. Именно она определяет чаще всего принадлежность к роду. В данном случае у русских фамилия играет важную роль. И могло оказаться так, что представители одного рода могли становиться представителями разных этносов. Возьмем того пример такой интересный Лермонтов. Имеет шотландское происхождение, генетика тоже показывает на шотландское происхождение Лермонтова. Но тем не менее никто не будет говорить, что он шотландец. То есть это всего лишь по мужской линии, он потом шотландец. Или князья Юсуповы, еще нагайское происхождение. Но будучи православными, как они себя сами идентифицировали, это очень сложно сказать. Считали ли они себя татарами, или нагайцами, или кем может быть русским, мы этого даже не знаем по-хорошему. Но уверенно можно сказать, они имели нагайское происхождение. То есть это генеалогия на это указывает, они сами это и признавали, генеалогия указывает, это документальное свидетельство. И еще раз подчеркну, это разное. Род, система связи родовая по мужской линии, она отличается от этнической системы и даже принадлежности какой-то родоплеменной группировки такой большой. Здесь представители одного рода могут оказаться и одновременно представители разных этносов. То есть такой тоже вариант не исключен, при этом они останутся кровными родственниками, говорящими, возможно, на разных языках, даже разных групп языков, тем не менее, будут представителями одного рода, если это зафиксировано, тем более документально, подтверждается документально, то здесь вопрос, собственно, снимается. Поэтому вопросы этнической идентификации — это другие вопросы. Возможно, я сейчас не готов в это вдаваться, но еще, я уже сказал, нагайское происхождение, например, Юсупову, можно сказать, говорить о шотландском происхождении Лермонтова, то же самое можно даже исходя из генетики говорить о башкирском происхождении некоторых людей. Среди русских можно встретить потомков татар или башкир. Реально, тем более, мы знаем массово во время восстаний иногда башкиры попадали на территорию Поволжья, и женщины, и мужчины в качестве пленников, и давали их, крестили насильно. Документах это как раз зафиксировано в 18 веке, очень много записей я встречал на разных территориях, на Урале, на территории Татарстана, метрических записей, ливийских сказок, башкирцы, крещеные, уже имеющие русские имена. То есть, конечно, если это мужчина, то происхождение этих мужчин напрямую можно считать башкирским происхождением. То есть на это генетика может указывать. Но только, снова оговорюсь, тоже к этому подходить строго, более понимать все нюансы, учитывать датировки, с какого времени разделились линии. Если очень древнее происхождение, очень древние, кричаки могут оказаться... Владимир Геннадьевич, главный вопрос, который всех интересует. Где можно, как можно задать ДНК-тест? Скажу последнюю фразу про кричаков. Кричаки могут оказаться среди разных народов, но генетически они оказываются единые. И предок жил гораздо раньше образования и, собственно, как нации, как общество, этнические группы народов, и русских, и татар, поволжских, и башкир, то есть как нации, гораздо раньше. Но не менее, все кричаки какие-то. А где проверится? Мы берем образцы, если понадобится, можете ко мне подойти, можно ввести переписку со мной, тоже образцы взять очень легко. Экспедиции, конечно, мы проводим, но сейчас меньше уже много образцов набрали.
проверить, какой генетической линии мужской прежде всего он принадлежит, то можно получить мой адрес. Хорошо, надо сказать, Владимир Геннадьевич, вот если вы откроете вот знаменитый многотомник истории башкирских родов, Владимир Геннадьевич, он соавтор практически каждого дома, по-моему. Большинства, подавляющее большинство. Тоже первый, да, не успел. Про Инейсов не успел написать, они очень интересные. Достаточно интересно. Ну, тогда еще и неизвестно были, что они совпадут. Вот. И вам спасибо большое, Владимир Геннадьевич. На самом деле ваша работа неоценима, все читаем эти книги и так далее. На самом деле, я вот расскажу, как человек, который занимается, наверное, больше популяционной генетикой, чем генетической генеалогией. Популяционная генетика – это наука, она может такая большинство непонятная. А вот то, что демонстрирует именно Владимир Геннадьевич, это, собственно, генетическая генеалогия. Она-то, может, даже и в науке пока, наверное, еще не оформилась, она оформляется только. Но на самом деле вот то, что он показывает, это последний писк мирового именно соотношения родословных и генетических ветвей. Вот это самый пик, самое последнее, что сегодня есть вот именно в этой сфере. Поэтому мы очень благодарны Владимиру Геннадьевичу, что он интересуется историей нашего края. Спасибо большое вам. Дорогие друзья, я думаю, на этом пленарное заседание завершаем. Сейчас нас ожидает пресс-подход для наших спикеров, для наших гостей. Нас ожидает презентация фольклорной экспедиции, которую проводил Башкирский государственный университет, это будет в фойе. А также, собственно, презентация нашей брошюры «Краеведы Башкортостана», тоже в фойе вы это сможете сделать. После этого, через 15 минут второго, все, у кого есть талоны, мы пройдем, собственно, на обед. И, кроме того, после этого у нас организуется очень интересная акция. Юлия Викторовна проведет такой, можно сказать, экспромт-экспедицию здесь, среди нас. И в третьем конференц-зале будет проводиться опрос по диалектам, по башкирскому языку. Пожалуйста, активисты, я обращаюсь в первую очередь к организации, организовать, может, людей, там проводить это, давайте свою информацию, пройти анкетирование. На одного человека это будет занимать 15 минут, поэтому, я думаю, я подключусь к этому делу, и Курултай, я надеюсь, поможет, и Радик Олегович поможет. Так что давайте после обеда мы все поможем науке собрать важные данные по диалектологии. И по секциям, конечно, будет работа. Работа у нас 4 секции, вы все это видите в программе. Пожалуйста, активно участвуйте. Спасибо большое. Я не поехала, потому что